Добрый день, уважаемые гости, дорогие коллеги. 20 декабря – значимая дата в жизни Якутской централизованной библиотечной системы. Этот день является днем рождения директора Центральной городской библиотеки Якутской централизованной библиотечной системы, патриота библиотечного дела Лидии Ивановны Хаенко. 20 декабря 2021 года исполняется 110 лет со дня ее рождения. Сегодня мы собрались отдать дань уважения человеку, который оставил добрую память о себе на долгие годы. Разрешите предоставить слово директору Централизованной библиотечной системы администрации округа город Якутск Марии Витальевне Андреевой. Доброе утро всем. Так, я здесь. Приветствую всех на нашей научно-практической конференции, как уже сказала Антонина Семеновна, посвященной юбилейной дате со дня рождения Лидии Ивановны Хаенко, первого директора нашей централизованной библиотечной системы. Сегодня о ней вы услышите много интересного, полезного, узнаете о ней. Очень важно, чтобы наши молодые сотрудники сегодня приняли, как скажем, активное участие в формате послушать, а может в конце поделиться своими впечатлениями, потому что многие слышат ее имя, так как у нас есть в нашей централизованной библиотечной системе премия имени Лидии Ивановны Хаенко, это «Душа дела» и «Молодо зелено», 2 премии. Вот. А сегодня они наконец-то более подробнее узнают, кто же такая эта Лидия Ивановна Хаенко. Также я хочу поприветствовать здесь коллег, которые к нам присоединились из других библиотек, и, конечно же, студентов нашего Арктического института, что очень важно, что они посещают такие мероприятия, которые посвящены видным деятелям библиотечного дела нашего города, нашей республики. Прежде чем мы продолжим, я хочу с вами поделиться продуктом, скажем так, который сделали наши коллеги, ссылку на который получили, в принципе, все из вас, но еще раз мы пройдемся и посмотрим, давайте. Так, включаю демонстрацию экрана. Перед вами наш сайт централизованной библиотечной системы. Все наши коллеги его знают, даже студенты хорошо знают, может, и некоторые коллеги из других библиотек тоже. Здесь в разделе «Новости» вот, есть такая новость, которая называется «История ЦБС о ракурсе личности» Лидии Ивановны Хаенко. И переходим по ссылке. Таким образом, мы увековечили ее имя в цифре, скажем так.
собрали всю информацию на одной странице, на одном портале. Здесь можно почитать ее биографию. Рекомендую это сделать сотрудникам нашей ЦБС уж точно всем, да, почитать тут про нее. Тут есть хронология ее деятельности, ну и жизни вообще в целом. Вот можно тут пройтись и полистать, очень на самом деле интересно. Собраны воспоминания в видеоформате, очень лекции, рекомендую также посмотреть ее и студентам. И подкаст. Подкаст записан с Галиной Платоновной Ивановой. Очень хороший, интересный подкаст. Вот это прямо must-have, вот это прям обязательно должен прослушать каждый сотрудник, ну, студент уж точно. Мне кажется, вы откроете для себя что-то весьма интересное и необычное в нашей профессии. Ну и тут наша сегодняшняя программа, она у нас очень насыщенная, она очень интересная. Здесь мы окунемся и в историю, и, так скажем, выплывем в современности, пройдемся через такой путь работы нашей ЦБС, и сотрудники, и все остальные слушатели увидят, как все начиналось с имени Лидии Ивановны Хаенко и каким образом отражается это у нас сейчас и сегодня. Вот. Поэтому я всем рекомендую посетить этот портал, обязательно посмотреть списки литературы, которые здесь представлены, и почитать их можно. Так, и на этом завершаю свое слово, и мы открываем нашу научно-практическую конференцию. Всем интересно послушать, и будет очень хорошо, если вы в конце, особенно те коллеги, которые были заняты в формировании вот этого портала, видео, аудио, да, поделятся своими впечатлениями. Так что удачного всем дня. Спасибо. Спасибо, Мария Витальевна. Ну и как было отмечено, в честь юбилея Лидии Ивановны Хаенко в централизованной библиотечной системе был намечен целый ряд мероприятий. А сейчас мы открываем мемориальную часть 6-х хаенковских чтений «Жизнь, отданная служению библиотеки». И сегодня у нас презентация документального очерка о жизни и деятельности Лидии Ивановны Хаенко. Она была душой дела. Я, Хаенко Лидия Ивановна, родилась 20 декабря 1911 года в городе Якутске в семье рабочего. Отец Иван Михайлович Хаенко сослан в Якутию как полицейный, член партии, работал мотористом на казенном катере. Мать Амосова Ксения Петровна, заслуженная учительница ЯССР, награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Проработала учительницей 50 с лишним лет в школах города Якутска и районах. В 1927 году я окончила 7 классов, затем училась в педтехникуме до 1930 года. В комсомол вступила в 1928 году. С 1943 года член КПСС. Заочно окончила культурно-просветительскую школу в 1949 году. Получила специальность библиотекаря массовой библиотеки средней квалификации. Трудовая деятельность началась с конца 1930 года. Работала в библиотеке имени Пушкина. С 1938 по 1945 годы работала директором городской библиотеки имени Белинского. В мае 1945 года назначена заведующей отделом городской кинофикации, с декабря 1947 года заведующей отделом культуры горисполкома. В 1954 году вернулась в библиотеку имени Белинского на должность директора, в которой и проработала до ухода на пенсию в октябре 1985 года. Имею 3 детей, за рубеж не выезжала, партвзысканий не имею.
Считаю, да, заслуга Лидии Ивановны в том, что она действительно очень любила своих молодых специалистов. Мы считаем себя ее вечными учениками. Она привила в нас любовь, прежде всего, к профессии, любовь к читателям, любовь к книге. И сегодня считаем, что в нас именно фундамент к нашей профессии привила именно Лидия Ивановна Хаенко. Лидию Ивановну очень все уважали в городе, не только по партийной линии, но и простые обыватели нашего города. Многие знали ее как директора Центральной городской библиотеки, потому что она любила выходить к читателям в абонемент, в читальный зал, здоровалась со всеми, разговаривала с ними, могла поговорить и о книгах, и о прочитанном, обо всем, и о последних событиях в мире. Поэтому ее многие знали, даже детишки ее знали и любили ее. Я горжусь тем, что я пришла именно в период работы Лидии Ивановны Хаенко. Я этим очень гордилась. Вот действительно, куда бы ни шли, всегда вы от Лидии Ивановны Хаенко говорили нам. Жили очень весело, очень, много сейчас говорят, креативно, да? Вот так вот проходили наши мероприятия. И Лидия Ивановна Хаенко, наше сердце, наша душа библиотеки, которая так и говорила, библиотекарь – это душа библиотеки. Девочки, помните об этом. А читатель ваш – это первый ваш закон. Вы должны ему во всем доверять, вы должны с ним говорить на равных, никого не умаляя, не возвышая. Они для всех, и маленькие, и взрослые читатели, они для всех должны быть одинаковые, ко всем с уважением и с особым каким-то пиететом. Она хотела, чтобы мы к ним относились. Лидия Ивановна всегда знала место и роль своей библиотеки в культурной жизни республики. И не зря поставила вопрос о реорганизации городской публичной библиотеки в центральную. Далее пошли вопросы о централизации сети библиотек города Якутска. Это многому обязывало коллектив. Однажды в молодости Лидия Ивановна Хаенко встречалась с Надеждой Константиновной Крупской. И общаясь с ней, она запомнила одну очень такую ценную фразу, которую несла девизом всей своей, как скажем, профессиональной деятельности. Фраза звучала следующим образом: библиотекарь, душа, дело. И мне кажется, что вот эти именно слова, да, что библиотекарь, душа, дело, сейчас несут в себе, можно сказать, весь коллектив нашей централизованной библиотечной системы. В 2002 году по инициативе коллектива была организована премия «Душа, дело». Эта премия создана с целью сохранения и увековечивания имени о Лидии Ивановне, о ее вкладе в библиотечное дело. Продолжая эту тему, в 2010 году была организована другая премия, она называется «Молодо, зелено», и присуждается она нашим молодым специалистам. Ее целью больше является, конечно, мотивация к своей профессии. Сегодня у нас есть молодежная библиотечная ассоциация, и она тоже носит это же название «Молодо, зелено». И это такой момент преемственности именно того, с чего Лидия Ивановна начинала свою работу, какой вклад, который мы несем, и он проходит у нас сквозь, можно сказать, через данные премии. Лидия Ивановна руководила библиотекой в период становления библиотечного дела и во многом заложила последующий вектор развития всей системы. Доказательством ее упорного труда и любви к своему делу служит действующая сеть библиотек города Якутска и его пригородов. Благодаря ей было воспитано не одно поколение выдающихся библиотекарей, которые по сей день работают в своей сфере и передают опыт молодым сотрудникам. Вот такой замечательный подарок к 110-летию Лидии Ивановны Хаенко подготовила наша молодежь. Сотрудники специализированной библиотеки филиала номер 22 «Смарт-библиотека». О том, как создавался фильм, расскажет ведущий библиотекарь информационно-образовательного центра Юлия Витальевна Смольникова.
Здравствуйте всем, поздравляю с открытием хаенковских чтений. Вообще цель, которую мы преследовали, когда создавали фильм, это не просто рассказать о каких-то фактах из жизни Лидии Ивановны Хаенко, да, когда она родилась, когда пришла работать в библиотеку, а именно раскрыть личность, которая стоит за этими фактами. Вообще нам очень помогла книга «Душа дела», на которую мы опирались, когда снимали фильм. Из нее мы узнали, каким человеком была Лидия Ивановна, как она относилась к читателям, вообще как зарождалась централизованная библиотечная система и как образовалась премия «Душа дела». Очень хорошая, очень душевная книга с воспоминаниями современников и учеников Лидии Ивановны. Еще разрешите, пожалуйста, поблагодарить наших коллег, которые принимали участие в съемках фильма. Это Розалия Ксенофонтова, Анна Климентова, Мария Беленкова, Елена Шадрина и Саргалана Горохова. Надеемся, вам понравился наш фильм, и всем спасибо за внимание. Спасибо, Юлия Витальевна. Этот документальный очерк также будет размещен на мемориальной странице «История ЦБС в ракурсе личности». Своими воспоминаниями поделится отличник культуры Республики Саха-Якутия, ведущий библиотекарь отдела краеведения Центральной городской библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского Ирина Васильевна Уваровская. Ötekininden ubastırılak isterçiler. Degi bugünlü horukput Lidia Ivanovna Hayenka, Ületin Biblioteka Eder Kolyo'na ülehetteriga etkiydi. Biblioteka ületiger Sovetska kemna skola yörinäçitin, Jekergene biblioteka ağaçetna kabı, onu tahanan bir sürün eddebilinden kas bildi ületi Üleli siriger kinigene kaçıyı etem. Sürde sılas miçadda Lidia Ivanovna birten kolağından nurçalı, sakalı kapseter ete. Sonra nurçı sakalı kapseter etten soğu yer edilir. Lidia Ivanovna'nı kehikiyene ütüete, halayar, teriyer talağına, ulakan vakıtta, Rossiya Federasiya Saka Asatı Kulturatın ütüle kulahete, komünist, Dirin öydüğ ayağız sımnağız maygılaq diyen öybür sanavar ingen kaldı. Üleni dire, sübe ama birere, sorok, olok ağayak bireme, men kinini kıtara ülelâbidim kınam baran. Kini ılınlarılaq tılın ılınan dilurdağıttık ülelâdim. Bu hıllarga Belinskaya atından biblioteka historiyatın öğreteri Xahaspıt arxivnay da beçetinden da taharıları öğrettim. Olortan bu hatardan kapsiyim. Etteqa döven, bir direktat ödün sette hıl direktarından ülelahinde. Sovetska birime Lidia Ivanovna Hayenka atın bilbekli ağaya kabite bulur. Ol kudukini Korat Komsomolskay, Pionerskay, Ületin aktivnay katılağa, halayatçıda, Sakarya'nın Respublikanskay Bibliotekatın abonemiyenin sevitisteyinen, 1936 Ağustos'tan Yakutskay Kora Publishna Bibliotekatın direktörü. Lidia Ivanovna 1904 sıltan Sovetski Soyuz Komünistической Partiyasının çilene olan Kanna Partiya anır da onu üleleyebide. Kinini 1904 sıltan diğer bir sılga diğeri Korat İspalkomun Kulturatın Sevidiseyin Solbuyatçı'ndan ondan Sevidiseyinden ananan ülelebide. 1901 sılga Hataptiri de diğer biblioteka direktöründen ananan 1911 sılga kaderi ülelebide. Kini ülelebet sıllarga biblioteka doydolağın kıtarı tenne saydan kardılan kelbiden. Tığınca 1930 sıllarga olunya hette günü ver Saka Sısırı Narkomun uğrağınan Kora Bibliotekatın Respublikanskay Bibliotekattan araran ikisten teriyen Krasnaya Молодежь 16 Yemedatiyaga kasta kohu bir bitterin
Ағыс үләһетінен Эрмуаннан ағатчыны кытта үләтін сағалды. Библиотека алдыгатын корат олоқтоқтары сөбілі хылжасыддериге кубудия. Ол куддықтығынша 904 сыл бәс айыгар үст тығынша сүбе бес ағатчы хылжыры. Кенегатин фондада 6-11 тығынша 200 ағуанан зібілерден социалистическая Якутия қағыққа хұрылығы. Бу диэлэригэр үлэлир усулобуя олох суоҕо, ол курдук үһэ тээске моста сууяруулара. У тоқтоннағына дағаны түһэн элбэх кэнигэ борту буолар. Күн ота кыраҕас түннүктеринен көстөр болан күнүс да үдүк баты. Оҕунан отуллар сыырастаах тымны дияға үлэлэн, уанна аға тойдуну көмүскүү сери сылларыгар Кырымчы каска библиотекадар фотору отору жаллара, Торохтор туп санаторийгағы танамтенеллерери. Лидия Ивановна корат исполкомугар партийный территоритетигер элбек кәпсәтиегитер. Тыынча 900-ден 6 жыл балаған айын сүлбе 5 күнüе корат үләһеттерин депутаттарын совета бу жеғаллер работница тыл сигер сыяган арендный договорын тоқтотон библиотеканы кеңәппите болар. Ити төкеннетте хаста терилтте хосторун алан кенәбите болалар. Тыынча 900 сылттан орто библиотечна үйрәхтә эдер үләһетте келелдер. Лидия Ивановна эдердерге өр жыл үлеләри туопытта үләһеттери наставнигынан аныр. Оны контролдур. Корат нәйленетел бир, кинге понда таулата, онтон библиотека диете аныгы дебилге пьеттере болане. Атын же көддөн горисполкомна партия комугар элбэх сурук-суруллар. Ол курду Саха Республикатын национальный архивыгар 1905 сыллака Саха социаль культура министерстватын справкаты бар. Ол справка этиллер үлелир условия олох суохтен. Корот банниган диета тулотта бадрам болан акылатал жанам барбытыгар 1906 сыллака банник үлетин тоқтатоллар. Онна Белинскай атынан кора библиотекатын көһөрөргө эппиттеригер Лидия Ивановна хөвлеспекке гынан баран атын дие төрөнөн костубетинен көһөллөр. Дие туруга сылайы мөлтөн суллары гынан. Үгү сара солахан территорияларынан кәпсәти барарда тугуда быһар баттар. 1915 сыллаха Михаил Николаевич Яковлев киннеме библиотека сетимен директорынан ананан кэлен эме бу вопросу туроста хаты. Жестенелері қайта баран үләттер, ағачылар олықтыруын құтталланар. Ол ең 1919 сыллаха кенеге фондатын кытта бәчат жетін ақтаба залатығыр көрілді. 1919 сыллаха Жокускай көрі депутаттарын бұхарытынан 1990 сыллаха Федор Попов улуса тұтылған кейдер Жияға бастықы тәхін Белинскай атынан корып кем библиотекетіге берерге ден бұхары тағаралылар. Ол кемне мәрінен үлеліже Варадин Павел. Бұ Гайдар атынан оға библиотекетігер қолуғығар анаммыт объекті. 3 сыл кәнеттен 1912 жыл күхінігер Федор Попов улуса онағыз немәдді тияға ағатчыларға анан анын аспытын. Лидия Ивановна кадры кытыра үлелерин бары ehittigit. Эти оты тағы сыллақтан ыла. Библиотека аллағаттан ылата. Балаған айыгар. Республиканска библиотека ұйтар 6 айда курстарыгар үләхеттерин ұйтан үйреттері. Ыла ый айы арас темаға үлә саңа формаларыға семинардар болалар, лекция ағалар. Аға дойдыны көміскүй сәрі сылларыға библиотека үләлті тоқтауға тоғы. 1901 жылға 6-1907 ағачы боллағына 1902 жылға ағыз 330 ағачыға тәннәр. Библиотека ағачылары 1905 сыллаққа 11 тыынча ағыз 106-ға тейген. Тәулі ақпүшті ақылы ұйтылығытын санан көрін. Библиотечіне кенігенен хүббе хетте терілті үләхеттері үләлелерігер
kaçılallara. Mana tahanan bibliotekardar ülelerin kennetten örüs bordugar barokotundan kelbit tahağahı diyerekke tahallara, Jugastağa kolguastarga ıhı komur ületiger komulhöldürü. Kığıl armiya kaketiye serille alcar sallatır kelgetleri ottuk mastarın bulalları komulhöldürü. Toğut edekka revolüsiya kennetten ottuk masiyalata jokuskay kolaraska naha sıtıtık turbuda. 60 yıllarga spesialistleri Uapıta Kastağa diyen bibliotekalarga komandirovka ıtalları. Kadırı kütleri öyle tümüktak olan hep 1964 yıllarga takasirigar bastatınan ağaçı beyete kiren pondattan höbülü literaturatın bularıgar anan biblioteka fondu nahar. Bu innine ağaçı katalogunan, tematiçeskay kartatiyakalarından, oyuncaklarından koran sakas bir bütün bibliotekar kapiteren ögü oluron ağalan biridir. Bu hıltan Belinskay biblioteka koran bibliotekalarıgar, üyerak teritelerigar, medecisiskay ülene salayan hıtar bolbudan. 60 yıllardan ede rütük bibliotesine üyerak biterbi spesialistler kelen, üle süreniga sana proyektleri kelleren ulahan uları yıllar barallar. Hıltan sılayı üle tupsar, olayı biblioteka ağaçların naksana elbemeyer. 1907 yıllarda bütün Sovyet Ürdü'den eğitildiği Vladimir İliç Lenin'in görevde süs sılıgar anallah bibliotekalar üleleriger kıyılar tasın diplomundan nağradılanmadan 1907 yıllarda Garispolkom Buharetinden Beliskay adından korat Kim bibliotekatın atın süger. Bu yıl Жиркова Апахова Gerta Mikhailovna Savidi Seyda Sparavasına bibliografический отдел verildi. Komünistiskay Partiya King Komitetin 1974 yıllar uğrağa bibliotekalar orulların üddeti ruanına kinähinni teriyer uğrağı ılınan biblioteka Latin saydıdıgar olakan kamsahın taksımdan. O kudu balanayın sübaltak üniversiteyince 1970 asıllaka sakasısı ministerlerin Sovyet'in uğrağından Jokuskaydağı kinleme bibliotesine hetim verildi. Onda korat 16 bibliotekatın onna Arkadiy Petrovich Gaydar adından o bibliotekatın kelleren duran bu sanat erelli filialları Belinskay adından korat kim bibliotekata salayan. Bir kelim keniga pondatın teriyi uanna kenigane bir sitten kaçılı tümügar filiallar ülehettere ağaçını kıtara ülelilere ükstabite, kenabite. Sağa strukturallar terillerler dokumentasiya becatiga tiye uları yer kinleme sistemikilleri südde halba kulattan taksarınan 1915 yıldan sağlayan kadıtları tüymeden Garispolkom Kultura Ministerstratı nehinen elbak kapseti sübelehi varan Bürjekka simiyata komisken etemne kiren bir organizm kudduk ülelen kalbipet iki tühince hübbeki hıllaka dödüm diye salıntı olan. Lidia Ivanovna kultura profesyonel kıtta eder spesialistler olurolları varana kasta hıl turorsanlar Stepan Arjakov 14 nemeddaciye diğer apşajitiye anaklıklara. Bu diğer bakulahet oluran kalin kvartirana kaçıldı. Biblioteka terilliyattan bibliotekar nedela bir gün üleleri. Oru Sovyetska bir emelelabit bibliotekadar onu baramulabit. Öyle bir gün Suvatağa, Uanna baskıhanyağa, John örü günleriga bibliotekağa diyahtahtar diyen ülelileri. 1906 hatta hıl ımayın otup bir günügar SSR Kulturatın Ministerstvatı Kulturalla ettiren Paropsoyuhun Çin Komitetin soruğundan Korat Kim Bibliotekatın ülehettere bozul satinye sübbet yorkunetten 2 gün örüyün bolguttıram. Oğu bibliotekatıgar Lidia Ivanovna ıçat kasiler oluşçu berenilak olan turarsan dödün ağısıllaha kulun tutahübbe üç günügar Korat bibliotekatın ehinen oğu literaturatın adıyla ağırlar.
Онтон бу отдел тыынча 906 ыллаакка ого библиотека тыгырып кубулуян солтата өттүр. 6 сылтаныла ого библиотеката Жокускай кора тотутүс осколаларын библиотекадарын түмен методической практической көмөлөрү оңорор кийим болбута. Арасанна семинардары конкурстары ого кинигетин неделелерин салыян ыйталлара. Кора промышленного клюшке сайдан нәһилене Оксана Альбир. Оскола юринастилere десат итилләстилere әлбән огоны көттөрө өлә халары гынан 1970 сыллака Кора культуратын отделын сабитисейин Валентин Филатович Слепцовка ого библиотекетін тәрейі бопруғын тұрураннар бұқайынска өлі барар. 1970 сылға Кора бюджетігер Иккес немедді. Куарат оға библиотекатын үбіләхін көрілілер, үләлі тұрар оға библиотекатығар кенге пуандатын қомойу салқаны. Бастакыз сәбедесейінен үрді библиотечна өрәқтақ Слепцова, Семенова Людмила Егоровна 1974 сыл 6 хәтті күніттен үләтін сағалды. Еті күніттен ұлата бұл Иккес немедді оға библиотеката Аллабытын нағылдар. Онтан бұл библиотека сәтіне бей күнігін, әтті 15 сыллаққа Чернышевскай улыса 12 Дропадин немереген Куарат 2 немәдді о библиотеката өріләқтік ағасылары ағылдар. Білейін қамна соғынан қарадық кәпсер, библиотека қамнаға народқа айыстыватын бары саларларын үләйттерін қамнағаттан бюджет үгіді болған құрут намыға қолдары. Лидия Ивановна үләйттерін олықтарын жағақтарын топсарыға қамнасарын үддетерге құрут қағылары. Ол күді 1995 сыллаққа ұғымайын оған әтті күні бар. Жокускай Кора публичнан библиотекатын үләйттері үддікі боласқа қамна үддетерге дейкілдер бітті. Үсте харас қайысқалақ үлі баран 1906 хәтті ғыллаққа библиотека РПСР Туйгун библиотекатын атын ұлары сетең қамнас тәбілі біті болу. Пока документ көшті біті. Бұ кәнеттен бары автономна солысына республикалар тұрғырсадынар партия кейін комитеті 1907 ғыллаққа библиотекалар оролларын үддетен ғана кейіннәхін тәрiyet туғынан орағын ылынан бүтін союз үтінен библиотека солтаты үддәбіті оны библиотекар қамна олап бұты. Пересторайка ғана библиотека қамна мәе күтчан қалбыты, еделерігер ере біренелі құттылары қалбыттыра. Бұ попупроғы 1994 жыллақа Жокускай Корат мәрі Томтосов Алексей Александрович Турасан Саха Республикатын правительствотын вице-президенті Штуров өйөнінен 1915 жыллақа Жокускай Кора Белинскай атынан библиотека ведущая библиотека званиятын ылан сүбе бес пырыған должностной акылаттарығар әбілдерді. Лидия Ивановна Хаянко олығын улахан ағарын библиотечнай үлі хайдетігар анабыта білербі күдік дойдыр дүйнен библиотечнай үлі арас кәрдейс кәмнері туаран саңа үйе өктенді. Бұл кені білімнен қаллар бұд нәхелестіветін традиция кынан дойдыға болар политическай тұтыл бұдығыр, экономическай уларыйларға. Сөп түбәйінлерін салаян кәллелер директордар Яковлев Михаил Николаевич, Карачина Калина Георгиевна, білейін электронный технология хайдытығар түбәйінлерін салаян кәл Олорор Андреева Мария Витальевна. Лидия Ивановна ата омнылы бар. 2001 жыллақа болды бастығы Хаянковскай ағыларға Жокускайдағы кеннәме библиотечна сетім коллективін инициативынан Хаянка атынан ұша дела премия олықтым бұты. Онтан 2010 сылттан әдер үләхеттерге әме премия олықтым бұты моллыда зерленеді. Онна бұл премия сылайы бүтін Россиятағы библиотекалар күннерігер ғымайын сүббе әтті күнігер тұттыралылар. Қаянка туғынан кенеге сен тағысты материал өдді қалаттаттан, журналлаттан
блокотунне подна был такой путь длиною 130 лет тем книга Лидия Ивановна Хаенко тугунан аган билек. Багыбалар. Махтала Ирина Васильевна, очень интересный, обширный доклад. В преддверии юбилея со дня рождения Лидии Ивановны Хаенко мне было поручено написать статью в Вестник Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Но что я могу написать, если рядом со мной работают люди, которые ее знали, помнят ее, работали с ней. Статью я сдала. Как мы говорим в резюме, раскрывает профессиональный путь директора. Но после осталось много мыслей. Естественно, оценивая работу организации, в первую очередь говорят о руководителе. Но как можно писать о работе руководителя без упоминания людей, которые работали под ее руководством? Поэтому сейчас я прошу прощения у коллег за то, что упомянула в своей статье лишь нескольких. А вот библиотека Хаенко, она действительно была таковой. В этом я убедилась еще раз, читая старые газеты. Мне понравилась идея отдела электронных услуг сделать биографию Лидии Ивановны в режиме таймлайн. И тут мне хочется выразить слова благодарности сотрудникам Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, библиотеки, с которой начинался профессиональный путь Лидии Ивановны. В своей работе я много использую эту электронную библиотеку, и в этот раз она мне тоже пришла на помощь. Сколько же труда, любви к профессии своим читателям вложено в эту полнотекстовую библиотеку. Преклоняюсь перед работниками Национальной библиотеки. В таймлайн, конечно, первым стоит дата рождения. Символично, что Лидия Ивановна родилась ровно через 25 лет после основания городской публичной библиотеки. И к дате рождения мы не можем не упомянуть о корнях Лидии Ивановны. Комсомолка Хаенко была внучкой ссыльного революционера, дочерью политссыльного, члена партии, расстрелянного белобандитами, мать из интернациональной семьи, учительница. Если говорить о матери Ксении Петровне Амосовой, то в интернете можно найти о ней небольшую информацию. А вот об отце Иване Михайловиче Хаенко в многочисленных источниках говорится буквально в одном предложении. Назначен заведующим Народным театром, был мотористом катера, объявил об установлении советской власти в Среднеколымском районе. Вот, например, статья Сафрона Петровича Данилова «Пусть крепнет дружба между советскими народами». И вот тут вот опять-таки одной строчкой написано: «Храброе сердце сына Полтавы Ивана Хаенко перестало биться в тайге Абыя». Возможно, основанием для назначения директором городской публичной библиотеки выпускницы Якутского педагогического техникума послужила ее подходящая биография. Возможно, это решение оказало влияние ее опыт работы в Москве. Впрочем, в то время она уже заведовала отделом абонемента Якутской национальной библиотеки. Так или иначе,
1938 году Лидия Ивановна Хаенко была назначена на эту должность. 1938 год. Обратите внимание, это вот те самые статьи, цифры из которых мы всегда с гордостью цитируем. В заметках о библиотеке тех времен часто указываются цифры: сколько читателей, какая книговыдача, посещение, книжный фонд. Цифровые показатели и сейчас составляют основу библиотечной статистики. Ну, тут я буду пропускать даты. 1949 год. Окончила заочный курс «Культпросвет» школы. Потом многие годы поддерживала свою альма-матер, представляя библиотеку как базу практики для студентов. И сколько выпускников пришли затем работать в библиотеку Хаенко. Сегодня мы также не можем не сказать о Людмиле Ивановне Хаенко, родной сестре Лидии Ивановны. Тоже выпускницы Культпросвет школы, но уже 1953 года. В периодической печати республики много упоминается о ней. Интервью как заведующего отделом абонемента, методиста Центральной городской библиотеки. В ее личном деле до сих пор бережно хранятся отзывы практикантов. Думаю, в будущем на этой мемориальной странице появится раздел, посвященный Людмиле Ивановне Хаенко. — 1954 год. Лидия Ивановна после небольшого перерыва вновь назначена директором городской публичной библиотеки. Много общего в работе времен Лидии Ивановны с сегодняшним днем. Много пишут в старых газетах о работе передвижек. Эта форма работы актуальна и в наше время. Вот небольшая заметочка, в которой говорится, что библиотекой организовано более 30 передвижек, а фонд библиотеки увеличился почти до 100 тысяч экземпляров. Читательские формуляры трудящихся. Вот интересно. Тут можно посмотреть разнообразие книжного фонда в то время. Генерал Даватов, Емельян Пугачев, рассказы об Африке, различные журналы «Октябрь», «Новый мир», «Звезда». В газетах 1959 года я нашла информацию о первом съезде работников культуры республики. Накануне вышел другой номер, в котором был опубликован указ о присвоении звания заслуженных работников культуры Якутской АССР. И в числе первых 11 этой чести удостоились Иннокентий Дмитриевич Панаев, заведующий Хатасской сельской библиотекой, Чижик Богдан Михеорович, директор Якутской республиканской библиотеки имени Пушкина, Хаенко Лидия Ивановна, директор Якутской городской библиотеки имени Белинского. И в этом же номере указано, что грамотой Президиума Верховного Совета Республики была награждена заведующей Якутской детской библиотекой Нина Филаретовна Бубенчикова.
1963 год. Так, открываем статью, которую написали молодые сотрудники Республиканской библиотеки имени Пушкина. Они пишут, что мечтали работать в настоящей библиотеке, раскрывать фонд для читателей, но у библиотеки нет помещений для размещения фондов, а Якутская городская библиотека 2 года как закрыта. Лидия Ивановна сумела убедить руководство города в необходимости другого помещения. И в 1963 том же году библиотека переехала в здание бывшей городской бани. Потребовалось немало усилий, воображения, творческих исканий, чтобы адаптировать помещение под библиотеку. Но зато появился читальный зал на 100 мест и был открытый доступ к фондам. Это стало новшеством в обслуживании читателей. Но надо сказать, что проблема помещений для библиотеки, она стояла во все времена со дня ее основания. В 1967 году библиотеке присвоен статус «Лучшая библиотека РСФСР». И хочу обратить ваше внимание на статью, которая называется «Выставка. Источник знания». Ой, перевернула страницу. Чем интересна эта статья? Эта выставка прошла в рамках недели книги. И интересное название книг. Книги «Верные друзья», «Как работать с книгой», «Как пользоваться художественной литературой в агитационной работе», «Образ героической советской молодежи в литературе». Очень много книг для самообразования и политпросвещения. В периодических изданиях много пишут о том, что библиотека Хаенко постоянно внедряет новые передовые формы работы. Это наипервейшая задача централизованной библиотечной системы на современном этапе. Так. Здесь еще одна очень интересная статья. Чем она интересна? Здесь есть интервью Лидии Ивановны Хаенко. Указываются многочисленные формы работы с читателями, с книгой. Указаны имена наших коллег, некоторые только с фамилиями, некоторые с фамилиями, с инициалами. Рассказывается о том, что в библиотеке открыт методический уголок, имеется картотека по профессиям. В 1978 году тут даны цифры в конце 1977 года, когда в Центральной городской библиотеке имени Белинского работало 25 библиотечных работников. Фонд состоял из 152 тысяч с небольшим экземпляров, и книговыдача выходила за 200 тысяч экземпляров. В статье «Друзья нашей книги» указывается, что
за 6 лет товарищ Чекидов прочитал 415 книг. Также читателями библиотеки являются повар Наталья Гладких, санитарка Муранова, штукатур-маляр Людмила Ефимова. Они читают не только художественную литературу, но и книги производственного характера для самообразования. Ну и с интересом прочитала воспоминания коллег Лидии Ивановны как о мудром руководителе, красивой женщине, заботливой матери, как она выбивала дрова, место в детском саду или в больнице для своих сотрудников, требовала новые помещения для библиотеки, увеличения зарплаты, как нежно относилась к молодым сотрудникам. Если перелистнуть тут дальше, то тут пойдет уже как бы мемориальная часть. Да? Состоялись первые хаенковские чтения, учреждена премия, выпущен сборник воспоминаний. Лидия Ивановна Хаенко уходит на заслуженный отдых в 1985 году. И в централизованной библиотечной системе уже 95 библиотечных работников, вот столечко читателей, единый фонд, книговыдача, посещения. Эти цифры почти созвучны показателям централизованной библиотечной системы по итогам 2019 года. Ну, оно и понятно. Население города подвижно, идет постоянная миграция, кто-то уезжает, кто-то приезжает. Подвижен и фонд ЦБС, одна литература списывается, приобретается другая. Но самое ценное для библиотеки – это люди, читатели и сотрудники, издания. А без книг библиотека просто не может существовать. Как раз об этом доклад главного библиотекаря отдела комплектования и обработки Елены Иннокентьевны Захаровой «Фонды библиотек в цифровую эпоху. История и современность». Добрый день, коллеги. Сегодня мое выступление связано с фондами, но как бы листается. Елена Иннокентьевна, может быть, начнете свое выступление без презентации? Давайте так тогда. Извините, что да, технически немножко задержка была. Так, библиотечный фонд – это фундамент библиотеки как системы и основание библиотечной деятельности. Формирование единого книжного фонда Якутской СБС берет свое начало с централизации библиотек. Постановлением Совета министров Якутской АССР в 1978 году организуется Якутская централизованная библиотечная система с 16 филиалами и детской библиотекой.
Так, с общим книжным фондом и штатом работников, единым административным и хозяйственным руководством, централизованным комплектованием и обработкой литературы. Именно централизованное комплектование и обработка литературы и их учет явились ключевым процессом централизации. И как мы все знаем, у истоков становления якутской централизованной библиотечной системы стояла Лидия Ивановна Хаенко. И, конечно же, она руководила всей централизацией. В период централизации была проведена большая работа. Фонды библиотек филиалов взяты на баланс. Проведен начальный этап по созданию справочных аппаратов в помощь комплектованию. Составлены картотеки читательского и экономического профиля. Сводный тематико-типологический план. Картотека отказов. Организованы каталоги. Учетный алфавитный каталог. Центральный алфавитный каталог и систематический каталог, которые отражают единый фонд централизованной библиотечной системы. В том же году, 1978, по инициативе директора Лидии Ивановны Хаенко был организован совет по комплектованию. В состав совета входили заведующие структурных подразделений с Центральной библиотеки, читального зала, отдела комплектования и обработки, справочно-библиографического отдела, передвижного отдела, абонемента, методического отдела и заведующих филиала 9 и детской библиотеки. Все вопросы, касающиеся фонда, проходили через этот совет. 1980-е годы. В эти годы усиливается работа по качественному формированию фонда с учетом культурно-экономического профиля каждого микрорайона, библиотеки, филиала. Большое внимание уделялось на отраслевой состав фонда, его соответствие нормативу. Проведен полный анализ всех структурных подразделений по книгообеспеченности. 90-е годы были трудные времена для комплектования. То отсутствовало финансирование, то выделяли средства с задержкой. Поэтому коллеги выходили из ситуации разными способами. Искали альтернативные варианты комплектования, такие как книгообмен между библиотеками. Была усилена работа с задолжниками, ходили по дворам, дворовый обход делали, список задолжников составляли и вывешивали прямо на стендах, где работает задолжник. Кстати, это была очень действенная мера. Таким образом, наши коллеги сохраняли свой книжный фонд. В 90-е годы книжный рынок был заполнен детективами, фантастикой, очень мало издавалось детских книг. Единственным источником книгоснабжения библиотек тогда был республиканский библиотечный коллектор, который находился в здании Никольской церкви по улице Октябрьской. Наверное, вот старшее поколение, наверное, помнит. В годы советской власти большое внимание уделялось комплектованию литературы по вопросам политики коммунистической партии и советского государства, в помощь политическому просвещению, изданиями основоположников марксизма, ленинизма, книгами Ленина, Брежнева и так далее. В 1994 году был принят закон об обязательном экземпляре документов, который для комплектования библиотек стал значительным подспорьем. Причем поступления по обязательному экземпляру ежегодно увеличивались. Так, дальше. 2000-е годы. Так, где у меня? 2000-е годы. Начинается формирование фондов электронными документами. Наряду с печатными изданиями приобретали
и аудиовизуальные материалы, и другие съемные носители, ну, такие компакт-диски, CD-ROM, DVD-диски. Но время показало, что такой фонд очень хрупкий, недолговечный, поэтому мы дальше и не стали развивать такой фонд. В комплектовании фондов в те время очень хорошую поддержку оказал российский мегапроект «Пушкинская библиотека». Цель проекта – пополнение библиотечных фондов необходимыми изданиями по экономике, политологии, праву, психологии, философии, литературоведению, культурологии, а также справочниками детской и художественной литературы. Так, 2000, вообще, вот 2000, с 2000 по 2017 годы, 18 годы даже, да, можно сказать, большое внимание уделялось по изучению фонда. Итак, в 2007 году была разработана программа оптимизации книжного фонда, целью которой было создание качественного универсального фонда. При этом в открытом доступе оставлялись книги, изданные за последние 20 лет, а при приобретении учитывались издания, вышедшие не позднее 2 последних лет. Программа была рассчитана на 5 лет и успешно была завершена. По этой программе фонды библиотек были значительно оптимизированы, чтобы было эффективно управлять, и повысилось показание как обновляемость фонда. В 2010 году велась работа по приоритетному комплектованию модельных библиотек, филиал 4 и 9, а в 2011 и 2012 годах красной линией прошло формирование книжного фонда библиотеки филиала номер 21 Центра национальных литератур. Далее, значит, 2013 год был объявлен годом качества фондов. В год качества фондов всеми библиотеками и филиалами была проведена большая работа по изучению фонда и читательских интересов. Работа по изучению фонда, подфонда ведется систематически. После года качества фондов мы проводили изучение фонда детской литературы и справочного фонда. Так. Формирование фондов в цифровую эпоху. Помните, было время, когда говорили, что библиотек в скором времени вообще не будет, что век высоких технологий вытеснит библиотеки, но время показало, что библиотеки востребованы. На сегодня что имеет наша ЦБС? Централизованная библиотечная система городского округа город Якутск. Это, во-первых, книжный фонд печатных изданий насчитывает около 464 тысяч единиц. Значит, мы на этот день сегодня имеем подписные электронные ресурсы, как Литрес, Национальная электронная библиотека и правовые системы Гарант и Консультант Плюс. И в-третьих, у нас есть немного, но свои электронные ресурсы. А вот с текущего года мы запустили пилотный проект «Комплектую вместе» и организовали на сайте СВС такой сервис участия читателей в этом процессе. В начале года активности со стороны пользователей не наблюдалось, но к концу видим, есть заинтересованность все-таки, поэтому этот проект будем дальше продвигать. Значит, что нам дальше делать? В каком направлении нужно работать? Во-первых, создание новых библиотечных коллекций, электронных коллекций, ее формирование и развитие. Говоря вот это, я намеренно, я имею в виду у себя в нашей СВС создать вот такие библиотечные коллекции. Лучше всего оцифровать, наверное, книги из книгохранения, да, из отдела фондов, документных фондов. Там есть фонд редких книг. Мы как-то начинали оцифровку этого фонда, но, к сожалению, техника наша сломалась, поэтому и дальше работы
работа приостановилась. Хотелось бы, конечно, это и продолжить. Дальше, значит, ресурсы собственной генерации. В этом направлении я бы хотела предложить тоже работу продолжения якутсковедения, полнотекстовую базу создать, да, и развивать. Ну и дальше мы будем, наверное, работать с подписными и открытыми электронными ресурсами, да, будем комплектоваться. И вот корпоративное использование подписных электронных ресурсов. Корпоративное использование подписных электронных ресурсов, это значит, мы должны как-то вот работать совместно с другими библиотеками. Например, мы сейчас очень хорошо работаем, мне очень нравится эта работа с национальной библиотекой нашей, да, ну и дальше надо, наверное, тоже развивать и с другими библиотеками. Следует понимать, что сегодня скомплектовать все в печатном виде невозможно. Мало того, что мы как бы ни старались, все равно книга в печатном виде появится гораздо позже, чем в сети. Поэтому более эффективный подход – выявить ключевые потребности пользователей и пытаться применять в комплектовании все возможности, и печатные, и электронные ресурсы. Спасибо. Как вы заметили, уважаемые гости и дорогие коллеги, мы плавно перетекли во вторую часть наших чтений на пути к новому, сохраняя традиции. Спасибо, Елена Иннокентьевна. Как вы подчеркнули, Якутская ЦБС имеет собственные электронные ресурсы. Это уникальные продукты деятельности информационно-библиографического отдела. Внедряясь в современную коммуникационную систему, отдел создает новые формы библиографической информации, корпоративные краеведческие ресурсы, обеспечивающие общедоступность и максимальное их использование. Как к этому шел информационно-библиографический отдел в выступлении его заведующего Нюргуяны Никитишны Тихоновой. Информационно-библиографические ресурсы, страницы истории и современное состояние. Добрый день, коллеги. Мою тему уже озвучили, и начнем выступление, доклад. Свое выступление я составила из статей Зинаиды Петровны Яковлевой, Ирины Васильевны Уваровской из книги «Путь длиной в 130 лет. История Центральной городской библиотеки имени Белинского». История информационно-библиографического отдела начинается с 1971 года. В этом году изменился статус городской библиотеки в Центральную городскую библиотеку города Якутска, и год стал началом преобразований, связанных с созданием специализированных отделов. В штате отдела насчитывалось всего 2 сотрудника, заведующим была назначена Гетта Михайловна Жиркова. В первую очередь было принято решение о создании фонда справочной литературы. Еще в начале 50-х годов директор библиотеки Лидия Ивановна Хаенко приняла очень важное решение об усилении справочно-библиографической работы. И таким образом абонемент и читальный зал уже имели опыт работы. И благодаря плановому комплектованию через пару лет отдел уже имел фонд, отвечающий всем требованиям времени. Гетта Михайловна, помимо создания фонда справочной литературы, одним из главных приоритетных задач поставила формирование справочной библиографической работы библиотеки, а затем и всей системы. Много внимания ей уделялось ведению каталогов и картотек. За время ее работы начали выпускаться информационные листовки, закладки, планы чтения. Была начата работа по изданию циклов рекомендательных указателей, их имена на улицах нашего города. На экране вы увидите первый выпуск, которые впоследствии стали главным краеведческим библиографическим ресурсом библиотечной системы с большим потенциалом для развития. В
1983 году заведующей назначается Николаева Изабелла Игнатьевна. С этого времени началась серьезная работа с краеведческой библиографией. Начали роспись статей о городе Якутска в краеведческом систематическом каталоге картотеки, стали вести картотеку «Хроника событий Якутска», продолжилась работа с летописью их имена на улицах Якутска. Ежемесячно выпускались распечатанные на пишущей машинке бюллетени новых поступлений в ЯЦБС, которым занимался специально прикрепленный сотрудник. В 1987 году отдел был реорганизован, методика библиографический отдел. Расширилось содержание работы, ведение методических мероприятий, проверка работы библиотек по всем направлениям работы, частые выезды в филиалы. В 1992 году Центральная библиотека переехала в новое здание по улице Федора Попова, и методика библиографический отдел был реорганизован, и на его базе были созданы две самостоятельные структуры – методический отдел и сектор информационно-библиографические работы – СИБР, который возглавила Никитина Е. Васильевна. С 1992 года заведующей сектором назначена Яковлева Зинаида Петровна. В 1995 году стал настоящим прорывом в информационно-библиографической работе. Штат отдела вырос от 3 до 6 человек. По направлениям работы были выделены секторы корпоративной краеведческой библиографии и общей библиографии. Библиографы одним из первых в Якутской ЦБС осваивали компьютерные технологии, начали создавать электронную библиографическую базу данных статей, в котором на данный момент сохранены более 10 тысяч записей. Самоиздатским способом в одном экземпляре выпустили справочник «Культура Якутска 20-90-е годы 20 века», который, к сожалению, не сохранилось. В 1996 году сектор был преобразован в информационно-библиографический отдел ИБО с 5 сотрудниками. К этому времени вышли к 60-летию ЦГБ справочные издания. С началом работы республиканской целевой программы организации Центров правовой информации в государственной сети библиотек Республики Саха-Якутия 1999 года в 2000 году в отделе открыли новую структуру – Центр правовой информации, руководителем которого до конца 2015 года была главный библиотекарь отдела Полетинская Ираида Васильевна. Начали ввод собственных баз данных официальных документов МЕРИЯ и аналитическую роспись фонда читального зала по праву. И читатели библиотеки стали получать распечатки официальных документов из ЭБД. В 2005 году на базе ЦПИ проводился республиканский семинар сотрудников ЦПИ, и по итогам был выпущен сборник «Библиотека как информационно-правовой ресурс местного сообщества». Был разработан и внедрен единый фирменный стиль стендов во всех библиотеках-филиалах. С 2007 года Центром правовой информации осуществляется проект «Информ-экспресс. Правовой десант», объединяющий работу библиотек Якутской ЦБС по правовому просвещению населения. И с этого года ЦПИ, как участник корпоративной каталогизации, начал ввод авторитетных записей нормативных документов городской думы, сводную базу данных, официальные документы Республики Саха-Якутия. На данный момент данное направление работы возглавляет главный библиограф отдела Иванова Мария Николаевна. В январе 2001 года на базе отдела открылся сектор корпоративной каталогизации. Заведующим сектором была назначена Захарова Елена Иннокентьевна. Из 2 сотрудников, которые стали заниматься росписью городских газет, вести краеведческую библиографию. С 2007 года ежегодно вводится авторитетная запись в сводной базе данных Саха-Сиря. Занимались составлением краеведческих библиографических пособий, в том числе календаря знаменательных дат. Участвовали в создании биобиблиографических справочников отдела. На старом сайте библиотеки в рубрике «Якутск. Любимый город» вели хронику событий с 1852 года, полнотекстовую базу истории города Якутска, еженедельно составляли дайджест
газетных материалов «Культура в жизни столицы для мэрии», которую, кстати, мы еще и продолжаем до сих пор. Началась работа по созданию полнотекстовой базы данных библиотеки ЦБС. В 2002 и 2004 годах силами всех библиографов ЦБС были изданы 2 выпуска библиографического справочника «Имена на улицах Якутска» в традиционном печатном и электронном виде. Первый выпуск указателя был выпущен на грант Министерства культуры Республики. Второй увидел свет благодаря спонсорской помощи организаций города и частных предпринимателей. В 2020 году справочники были включены в электронную библиотеку Национальной библиотеки. Как я ранее упоминала, это справочники связаны с началом работы справочно-библиографического отдела 1971 года. Раньше это был рекомендательный список литературы с названием «Их имена на улицах нашего города», и в дальнейшем список вырос до библиографического справочника «Имена на улицах Якутска», что показывает, насколько проект интересен, имеет большую краеведческую ценность. С данным проектом с 2020 года мы работаем с журналом «Журфест», где ведем рубрику «Улицы Якутска» на основании наших справочников. И к столетию ЯССР наш отдел готовит уже 4-й дополненный и исправленный выпуск справочника. В эти годы были изданы немало малых форм библиографической продукции, памятки, буклеты, листовки. В 2005 году выпустили библиографический указатель «Библия Панорама города Якутска». С января 2005 года заведующим отделом назначена Иванова Мария Николаевна, работавшая библиографом сектора корпоративной библиографии. В 2006 году к 120-летнему юбилею ЦГБ отдел издал буклет по истории библиотеки, для чего проводились исследовательские работы по выявлению, уточнению исторических дат и лиц. Под руководством Марии Николаевны отдел расширил свою работу, открыв сектор библиографических электронных ресурсов. В 2008 году для повышения информационной культуры сотрудников, эффективности использования новых информационных технологий проводились смотр-конкурсы в разделе «Пропаганда библиотечно-библиографических знаний», проводились библиотечные уроки, консультации по использованию ЭБД и интернет. С 2009 года отдел начинает работу в рамках муниципальной целевой программы «Культура столицы Республики Саха-Якутия» на 2009-2012 года по корпоративной аналитической росписи статей из периодической печати. Итогом всех накопленных материалов стало издание в 2010 году в электронном формате справочника «Городская скульптура Якутска». В 2012 году «Память Якутска. Мемориальные доски» на гранты Министерства культуры Республики. В 2011 году выпущена полнотекстовая база данных «Белинка в печати» на CD-диске с хронологией с 1938 по 2010 год. Году культуры в 2014 году был издан справочник «Муниципальные учреждения культуры Якутска». С конца 2014 года отделом снова руководит Зинаида Петровна Яковлева. Продолжается краеведческая библиографическая работа как обязательного и приоритетного направления деятельности ЦБС. Выпускаются буклеты, библиографические указатели, списки литературы. С 2015 года началась работа по сетевой программе создания корпоративного электронного каталога «Якутсковедение», рассчитанная на 5 лет. В создании электронного каталога принимает участие все библиотеки системы, сканируют наиболее ценные и важные из них дальнейшей связки с каталогом и создание базы данных о городе Якутска. С этого года краеведческая библиографическая работа начала приобретать проектный характер, усилилось взаимодействие между структурными подразделениями ЦБС. Далее было принято логическое решение объединения всей краеведческой деятельности библиотек в сетевую программу якутсковедения с целью сохранения культурного наследия, содействия социальному, экономическому, культурному развитию края, обеспечения доступности документов о малой родине, а также распространению краеведческих знаний, формированию и развитию информационных потребностей о своей местности. И как упомянула Елена Кентина в своем выступлении об якутсковедении и полнотекстовой базе данных,
да, мы начали работу в этом направлении и начали мы с тематических папок филиалов. Сегодня отдел продолжает справочную библиографическую информационную деятельность, создает ретроспективные и рекомендательные библиографические ресурсы и формирует информационную культуру личности, учитывая требования времени и пользователей библиотеки. Практически все краеведческие ресурсы трансформировались в новый формат и нашли место на нашем корпоративном информационном библиографическом портале «Мой Якутск». В совместном проекте с отделом электронных услуг портал был создан в 2019 году. Краткие справочные сведения о городе и его жителях дополняются списками литературы. Наглядность и зрелищность ресурсу придают иллюстративные материалы, образуя в целом гибридный контент библиографической и фактографической информации. Вот к этому результату мы и идем. Продолжают пополняться полнотекстовые базы данных истории библиотек в СМИ, истории Якутска, фактографическая база данных, хроника событий. На данный момент в электронном каталоге якутсковедения насчитывается более 16 тысяч библиографических записей. С этого года работаем над созданием авторитетных файлов, предметных рубрик для нашего якутсковедения. Все наши проекты имеют свои самостоятельные списки литературы, которые можно использовать в различных мероприятиях не только библиотек, но и других организаций. Мы стараемся, чтобы наши ресурсы стали доступны каждому пользователю, чтобы они приводили еще больше потенциальных читателей, любителей и ценителей истории и культуры родного города. Пропагандируем, продвигаем и привлекаем новых пользователей наших ресурсов через социальные сети и через партнерство. И в заключение несколько слов о наших сотрудниках. Сотрудники отдела всегда активно участвовали и участвуют в корпоративных мероприятиях библиотеки и всей системы. Накоплен большой опыт во всех направлениях библиотечной деятельности. Их кропотливый труд вы видите ежедневно на нашем сайте, на портале «Мой Якутск», в социальных сетях и на книжных полках. И хочу закончить свое выступление цитатой из статьи, которую я недавно ознакомливалась, информационно-библиографическая деятельность в цифровой среде, состояние и анализ тенденций. Содержание информационно-библиографической деятельности библиотек в ближайшей перспективе будет определяться главным образом возможностями цифровых технологий. Есть основания полагать, что новый арсенал средств и возможностей позволит библиографическим службам занять достойное место в формирующейся структуре цифровых информационных коммуникаций. И поэтому мы держим ориентир в этом направлении. Спасибо всем за внимание. Спасибо, Нюрпияна Никитишна. Еще раз убедились, что информационно-библиографический отдел во все времена дает нам великолепные инструменты для пропаганды, раскрытия и использования фонда централизованной библиотечной системы. Библиотека Хаенко всегда была на передовых позициях. Как директор, Лидия Ивановна шла в ногу с теми преобразованиями, которыми жила страна, республика. Она вложила много сил, энергии и душевного тепла в профессиональное становление молодых библиотекарей, которые позже стали профессионалами, вырастили новые поколения библиотечных работников. С 1960-х годов городская публичная библиотека постепенно становится методическим центром для городских районных библиотек, учебных заведений. О развитии методической службы выступление Варвары Николаевны Скрыбыкиной, заведующего инновационно-методическим отделом. Приветствую всех участников хаенковских чтений, 6-х хаенковских чтений, которые приурочены к такой хорошей юбилейной дате, к 110-летию Лидии Ивановны. Надеюсь, презентация видна. Кивните головой, пожалуйста, Нюрпияна Никитична. Пока, вот видно уже. Большое. Вот уже 50 лет пролетело с момента основания инновационно-методического отдела.
Стоит оглянуться назад и вспомнить важные моменты из истории отдела. Пройдемся по хронологии. К осуществлению методических функций городская публичная тогда еще библиотека приступила в 1971 году, став методическим центром для массовых библиотек города и пригородов, а также для школьных и учебных библиотек СУЗов и ПТУ. В 1978 году произошла централизация, как уже говорили ранее, и Центральная городская библиотека стала организационно-методическим центром. С этой целью были созданы специализированные отделы, в том числе и методические, деятельность которого теперь в основном была направлена на библиотеки, входящие в систему. Хочу отметить, что в этот год на работу в методический отдел пришла Людмила Ивановна Хаенко. Людмила Ивановна руководила методическим советом по библиотечной работе отдела культуры горисполкома, была бессменным руководителем практики для учащихся культпросвет школы. Она много лет была наставником, как уже говорили, начинающих библиотекарей нашей системы. В этот период методическая работа стала серьезнее, масштабнее. Отдел имел в своем распоряжении даже библиобус «Кубань». И, конечно же, семинары того периода имели политический окрас. Да? Этот период можно назвать периодом планового роста всех показателей. Централизация привнесла унификацию в работу. Это явление привело к тому, что в этот период библиотеки были похожи друг на друга, имели похожие названия выставок, мероприятий, какой-то однотипный ассортимент массовых мероприятий. По библиотекам методистами спускались количественная разрядка на год по крупным формам. Ну и были такие темы очень распространены, как марксизм, ленинизм, партия, политучеба и другое. В 1987 году, как говорила Нурбияна Никитична, произошло слияние двух отделов, методического и справочно-библиографического. В эти годы библиотека активно работает по направлению в помощь производству, по совершенствованию информационного обслуживания специалистов агропрома. В середине 80-х годов методическим отделом был проведен ряд экспериментов, таких как дифференциация библиотек-филиалов по отраслевой специализации фондов и объединение по бригадам. Хотелось бы рассказать по бригадный метод. Да? При введении этого метода определяющими задачами были распространение передового опыта и развитие помощи. Да? Скажем так, библиотеки объединялись в бригады, и ими руководил опытный руководитель, у которого был более опытный, авторитарный, так скажем, авторитетный. В 1990 году отдел был реорганизован и уже стал носить свое настоящее современное название инновационно-методический. Он вошел в состав единой методической службы, и в те годы его возглавляла Галина Платоновна Иванова. Период середины 90-х до начала 2000-х годов можно назвать периодом экспериментов и инноваций. В этот период были разработаны долгосрочная целевая программа ИКТЛ по региональному краеведению, которая позволила пригородным библиотекам, филиалам специализироваться по различным аспектам краеведческой работы. И активная и творческая работа в этом направлении привела к тому, что в 1993 году при ЦГБ был открыт краеведческий сектор. В этот период были инициированы масштабные процессы преобразований. Это появились специализации филиалов, переход на медсезон, который первый, как раз фотография видна на презентации, это открытие первого методического сезона. Создание единой методической службы и медсовета. Были освоены новые формы методической работы, такие как творческие портреты библиотекарей, тренинги, круглые столы, ярмарки идей, презентации библиотек, внедрение таких направлений работы, как реклама, public relations, имиджология, корпоративная культура и многое другое. А также хочется отметить, что стала выходить
в свет периодическое издание «Белинка плюс». И даже было организовано радиовещание «Голос библиотеки». В этот же период, как уже говорили ранее, были учреждены корпоративные премии имени Лидии Ивановны «Душа дела» и «Молодость Зелена». Проводились ежегодные конкурсы «Женщина осень», допустим, или «Девушка весна». В 1998 году произошла, так скажем, реорганизация существовавшей тогда при ЦБС системы повышения квалификации. И открылся обучающий центр «Профи». И в этот период ежегодно организуется участие библиотек в конкурсах творческих проектов уже государственной программы республики, которая тогда называлась «Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии». В 2006 году была создана ассоциация молодежная библиотечная ассоциация. С середины 2010 года началось оживление в плане повышения квалификации и профессиональных поездок работников ЦБС. С 2007 года можно отметить новый этап по организации работы читателей с читателями детьми. Тогда уже в каждой библиотеке были назначены ответственные сотрудники, которые отвечали за работу с этой категорией читателей. Были выделены детские отделы, сектора, кафедры. В 2009 году был создан методическое объединение «Клуб детских библиотекарей» с целью консолидации библиотечных специалистов, работающих с детьми. В этот период были подготовлены и реализованы такие проекты, как «Чтение с рождения», «Театр книги». Проект «Детское чтение», например, принял участие в рамках муниципальной целевой программы «Культура столицы». В 2011 году стал начальным этапом становления театров книги в библиотеках, и проект «Театр книги» получил грант. И в 2012 году состоялся первый, уже потом в будущем ставший ежегодным, городской фестиваль театров книги. А в 2014 году при отделе появилась новая штатная должность редактор первой категории. И этот период можно назвать как периодом развития краеведческой исследовательской работы. С этого момента собираются материалы архивные к изданию, к юбилею 130-летию КГБ. Идет активная работа по созданию энциклопедии «Якутск от А до Я», издание «Духовная память города Якутска» и других изданий. И, как уже говорили, в 2015 году начинает работать программа «Якутсковедение». И в 2015 хочется отметить, что появилась такая традиция проводить ежегодный памятный молебен епископу Якутскому Ивлюйскому Иакову, основателю первой публичной городской библиотеки. Почему я об этом говорю? Потому что как раз наш блог называется «На пути к новому, сохраняя традиции». Вот маленькие кусочки истории того периода, как выглядели в то время программы, коллектив 2006 года, 2014. И давайте вспомним тех, кто помогал нам работать лучше. Это Розалия Габитовна Кривцова, Сыбык Доржиевна Узуева, Тамара Павловна Конакова, Людмила Ивановна Хаенко, Людмила Александровна Босикова, Тамара Вапиловна Иванова, Изабелла Игнатьевна Николаева, Галина Платоновна Иванова, Татьяна Альвиновна Тарасова, Ия Васильевна Никитина, Екатерина Дмитриевна Волкова, Людмила Николаевна Нинахова, Лидия Леонидовна Абрамчук, Наталья Владимировна Николаева, Мария Витальевна Андреева
Ирина Васильевна Уваровская и Оксана Геннадьевна Шароборина. С 2018 года под руководством Марии Витальевны Андреевой в ЦБС начался новый этап. Его можно назвать началом, вернее, активной цифровизации и началом модернизации библиотек. Сегодня инновационно-методический отдел является координационным центром для 18 библиотек. Мы продолжаем работать по таким функциям, как профессиональное консультирование по приоритетным направлениям библиотечной работы, анализ данных и других показателей нашей деятельности, мониторинг показателей по основным направлениям деятельности, изучения и обобщения опыта работы для выявления инноваций и в библиотечной сфере с целью улучшения современного состояния библиотечного обслуживания, организации повышения квалификации библиотечных сотрудников нашей ЦБС. Мы внедряем новые формы работы по профессиональным мероприятиям, конкурсам, инициируем крупные сетевые проекты. Так, в 2019 году состоялся первый, уже ставший ежегодным, городской библиофорум «Навигатор», целью которого является изучение передового опыта коллег, обмен опытом. В рамках форума ежегодно уже проходит конкурс инновационных проектов в области библиотековедения и библиотечного дела «Навигатор идеи». Цель конкурса – развитие кадрового потенциала отрасли через стимулирование творческой деятельности и оказание помощи в профессиональном становлении. Ежегодно проходит у нас конкурс на лучший аналитический отчет структурных подразделений. Этот период, как я уже говорила, характеризуется началом модернизации библиотек в рамках национального проекта «Культура» на федеральном и региональном уровнях. Разрабатываются и внедряются в работу новые унифицированные формы отчетности и планирования, что облегчает работу наших сотрудников. Ежегодно увеличивается количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации. Уже выходим мы не только на региональном уровне, но и на федеральном. В 2019 году был разработан новый сайт ЦБС, который аккумулирует в себе многозадачность нашей деятельности. Разработан брендбук. И в будущем, конечно, мы планируем улучшить работу, систематизировать работу обучающего центра профи. Будет обновлен брендбук, и по всем направлениям у нас будут новшества. Сегодня команда инновационно-методического отдела – это Калькарина Георгиевна Карачина, Варвара Николаевна Скрыбыкина, Надежда Алексеевна Осипова, Мария Ивановна Макеева, Вера Александровна Кузьмина, Сарглана Викторовна Попова, Антонина Семеновна Слепцова, Ия Васильевна Никитина, Ирина Степановна Филиппова и Валерия Евгеньевна Петрова. Всегда обращайтесь к нам, мы вам поможем. Спасибо за внимание. Спасибо, Варвара Николаевна. Какое правильное решение было принято руководством ЦБС о сохранении методического отдела, когда во время глобальных преобразований в стране многие библиотеки отказались от методической службы. Нам повезло, что долгие годы библиотекой руководил мудрый, креативно мыслящий руководитель. Директор Хаенко создала коллектив профессионалов, постоянно стремящийся совершенствоваться. 19 марта 1974 года в Якутске прошел первый профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь». Одним из заданий было представить зрителям библиотеку 2000 года. Каким увидела библиотеку будущего победитель конкурса, заведующий юношеским отделом Центральной городской библиотеки Галина Платоновна Иванова. Несомненно, библиотеку, которая располагает богатым книжным фондом, широкими информационными ресурсами, комфортными залами. В ней есть все необходимое для творческого познавательного досуга детей и взрослых. Библиотеку 2021 года, вернее, отдел электронных услуг, представит заведующий Ольга Владимировна Заборовская.
Добрый день, коллеги и студенты, да, насколько я слышала, я вас тоже приветствую. Я очень рада, во-первых, принять участие в 6-х хаенковских чтениях, которые называются как «Историческая память, преемственность и инновации». И, во-вторых, то, что здесь присутствуют студенты, которым у меня будет задание далее в презентации, поэтому слушайте внимательно, вам тоже будет интересно. Мое выступление сегодня будет проходить немного в нестандартном формате и интересно для вас. В первой части я кратко освещу исторические события отдела, технологии тех лет и лиц, которые в разные годы работали в этом отделе. И в конце будет презентация достижений сотрудников нынешнего состава, о которых они поделятся сами. При подготовке исторического блока выступления большую консультационную помощь оказали ведущий библиотекарь-каталогизатор АКИО Зинаида Петровна Яковлева и главный редактор РИЦ Вера Александровна Кузьмина. Итак, начнем. Впервые отдел был создан в 1993 году как отдел автоматизации систем управления, АСУ. Заведующим был назначен Яковлев Игорь Михайлович. Под его руководством была внедрена информационная система Revolution. Итак, вот это вот задание будет для студентов. Пожалуйста, найдите, что это за информационная система Revolution, потому что при подготовке к презентации я ничего в интернете не нашла. Если у кого-то получится найти, то, пожалуйста, отправляйте информацию на наш электронный ящик, который будет в конце презентации отдела. Далее. С 2000 по 2006 годы отделом АСУ заведовал Петров Юрий Рудольфович. В то время активное развитие имела система каталогизации марок, а также было разработано первое электронное пособие «Имена на улицах Якутска». С 2006 по 2009 годы заведующим отдела была Яковлева Зинаида Петровна. В этот период началась массовая компьютеризация филиалов и внедрение автоматизированной библиотечной системы АПАК. Даже сейчас при проведении инвентаризации до сих пор встречаются компьютеры, которые были поставлены в период заведования Зинаиды Петровны. В 2009 году отдел АСУ был преобразован в отдел информационных технологий. Заведующим была назначена Лазарева Оксана Власьевна. Под ее руководством был разработан официальный сайт Белинка.Ли.ру, на котором были внедрены электронная библиотека и электронный каталог. Оксана Власьевна оставила после себя значительный вклад по формированию систематизированной документации отдела, который помог образовать современный вид документации. В 2019 году отдел информационных технологий был преобразован в отдел электронных услуг. Заведующим стал Павлов Максим Дмитриевич. В короткое время руководства отделом Максима Дмитриевича были начаты разработка нового сайта, внедрение в деятельность библиотек социальных сетей и подготовительные работы к открытию смарт-библиотеки. На этом мы заканчиваем блок истории и встречаем ОЭУ 2021. Направления деятельности, которые ведут сотрудники отдела, представлены на следующем слайде. Хочу отметить, что направления, которые курируют сотрудники, это слаженная и систематизированная работа по организации и обеспечению технической поддержки всех филиалов ЦБС. В обязанности каждого сотрудника отдела входят умения и навыки грамотного планирования, подготовка проекта или продукта, часто в сжатые сроки, и обучение сотрудников ЦБС новым технологиям. Это я, Ольга Владимировна.
К обязанностям заведующего отдела электронных услуг я приступила в сентябре 2019 года. Благодаря тому, что, будучи преподавателем БИТ в АГИКИ, со многими выпускниками заочно я уже была знакома, и в коллектив влилась очень быстро. В мои должностные обязанности входят организация, руководство и контроль деятельностью отдела, определение задач и ответственности каждого сотрудника и взаимосвязи между ними. Личными достижениями в ЦБС считаю проведение глобальной инвентаризации компьютерной техники, договорное сотрудничество с организациями, выравнивание тарифной сетки интернет, то есть увеличение скорости интернет по филиалов по минимальному тарифу и анализ подписных электронных ресурсов. Ну и самое главное, на мой взгляд, это организация непрерывного обучения сотрудников ЦБС. Теперь я передаю слово своим коллегам по отделу. Надеюсь, их выступления помогут вам познакомиться с ними получше. Сергей? Добрый день, меня зовут Сергей, я главный технолог отдела. В ЦБС я пришел в 2019 году, у меня была цель полноценно внедрить APAC Global и RFID технологии в нашу библиотечную систему. Помимо внедрения разных новых информационных технологий, в мои обязанности входит еще и программирование, администрирование, поддержка и развитие информационных систем, техподдержка, настройка, администрирование нашего серверного оборудования, а также различная методическая помощь, обучение сотрудников библиотек. В общем, я активно участвую в проектах и госпрограммах. А дальше я хочу передать слово другой нашей коллеге, Людмила. Всем здравствуйте. Меня зовут Степанова Людмила Васильевна, и я работаю ведущим технологом в отделе электронных услуг. Итак, в мои обязанности входит внедрение новых информационных систем в рабочую деятельность ЦБС Якутска. Также в обязанности входит поддержка текущих сетевых проектов ЦБС и разработка новых. Отсюда вытекает, что я участвую в методической работе, то есть обучаю сотрудников, к примеру, как работать с нашими сервисами, которые вы можете найти на нашем официальном сайте cbsekt.ru в разделе «Услуги». Одни из последних проектов это онлайн-марафон финансовой грамотности, Парк Победы, который официально не запущен, ну и лендинг-страница «История ЦБС в ракурсе личности» Лидии Ивановны Хаенко, которую вы смогли увидеть сегодня. Сейчас вы видите проекты, в которых я принимала активное участие в разработке. Это, естественно, официальный сайт ЦБС города Якутска, виртуальная выставка памяти Якутска, библиотечный волонтер, гид по образованию и карьерному росту, хроники COVID-19 Якутск, читательская олимпиада, онлайн-школа финансовой грамотности, это следующий слайд, школа модераторов, виртуальная выставка «Подвиг народа в сердцах поколений», Центр правовой информации. И также вот в розовой рамке вы видите проекты, которые находятся внутри сайта ЦБС. Это электронные скачки, посвященные ежегодному национальному празднику СЭХ, и лендинг-страница, которую мы сегодня все увидели. Ну что ж, на этом у меня все. Передаю слово следующему сотруднику. С вашего позволения, достижения этого сотрудника расскажу я. Павлова Надежда Васильевна проработала в отделе с 2019 по 2021 годы в качестве ведущего технолога и в настоящее время является заведующим ЦГБ имени Белинского. Крупным проектом, реализованным Надеждой, можно считать внедрение единой платформы для виртуальных выставок на официальном сайте ЦБС.
Это позволило объединить и сохранить все виртуальные выставки филиалов в едином рабочем пространстве и увеличить показатели посещения сайта. За период с февраля по ноябрь этого года было создано 325 виртуальных выставок с общим охватом 44 629 просмотров. На этом у меня все. Передаю слово нашим контентщикам. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Мария Филиппова. Я ведущий технолог, специалист в своей области. Работаю в отделе ровно месяц. В мои обязанности входит сопровождение контента, поддержка сайта cbs.ekt.ru, размещение новостей, афиш, мероприятий, библиотек филиалов, ведение текущих сетевых проектов СБС, таких как хроника COVID-19 города Якутска, поддержка актуальности контента, это ежедневная статистика, выявление случаев заболеваний и добавление новостей хроники, официальные документы, статьи и газеты. Спасибо всем за внимание. Слово передаю коллеге Марине Владимировне. Добрый день. Меня зовут Марина Горохова, я ведущий технолог. Моя основная работа – это контентная часть сайта cbs.ekt.ru. Также принимаю участие в разработке и поддержке сетевых проектов, таких как «Школа модераторов. Вводный курс» и онлайн-школа «Финансовая грамотность». Проект онлайн-школа «Финансовая грамотность» очень познавательный. В данном проекте много обучающих видео по финансовой грамотности, полезных ссылок и литературы. Хотела бы посоветовать этот проект для саморазвития и применять в повседневной жизни. Спасибо за внимание. Передаю слово коллеге Галине. Всем добрый день. Меня зовут Галина Татаринова. Я технолог первой категории. В мои обязанности входит сопровождение подписных ресурсов, таких как Litres и электронная библиотека Национальной библиотеки, поддержка текущих сетевых проектов ЦБС Якутск на карте мира в приложении Easy Travel, Центр правовой информации, библиотечный волонтер, виртуальная выставка библиотеки с любовью, это книги с автографами, которые числятся в нашей ЦБС, Парк Победы, а также методическая работа с сайтом ЦБС. Достижением считаю, что подписной ресурс Litres ранее был только в ЦГБ, а с 2019 года появился во всех филиалах нашей ЦБС. Далее я передаю слово сотруднику по соцсетям. Аина. Всем добрый день. Меня зовут Веревкина Инна Михайловна, я ведущий технолог ОЭУ. В мои обязанности в отделе входит ведение аккаунтов нашей ЦБС в социальных сетях, сопровождение работы в социальных сетях библиотек филиалов, а также поддержка сетевых проектов. В список проделанной мною работы входит разработка общего стиля аккаунтов библиотек филиалов, разработка рекомендаций по работе в социальных сетях, обучение сотрудников и работа в сетевых проектах, таких как «Якутск читает», «Читательская олимпиада» и «Мой экологический след». Далее передаю слово эникейщикам, то есть по-другому сисадминам отдела Акимову и Ивану. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Иван. С января 2020 года занимаю должность технолога второй категории. В мои обязанности входит диагностика и обслуживание техники, установка настройка программного обеспечения, передача техники между филиалами, выездная работа в филиалах, консультирование сотрудников по программным и техническим вопросам. И в рабочем порядке в данный момент разрабатывается проект Никей, который рассчитан на обеспечение. Так, передаю слово Айсену.
Добрый день, меня зовут Сахатаев Айсен, я технолог первой категории отдела электронных услуг. В мои обязанности входят выезды в филиалы для установки и обслуживания компьютерной техники, консультация по работе с ПК и работа с ЭЦП, заказ, перевыпуск, установка электронных подписей. Я передаю слово Николаю. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Николай Тарасов. Я занимаюсь сопровождением нормативно-правовой документации, закупок по 44-му федеральному закону и проектов библиотеки различных уровней, таких как федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» и государственная программа развития культуры в Республике Саха-Якутия. Спасибо за внимание. Все, спасибо, Николай. Подытоживая выступление коллег, хотелось бы обратиться к сегодняшней теме научно-практической конференции, посвященной Хаенко. Это историческая память, преемственность и инновации. Инновации, которые мы ежедневно воплощаем. Спасибо за внимание. У нас все. Здесь представлена электронная почта. Студенты можете информационную систему Revolution, если найдете, то отправлять на этот ящик. Все, спасибо. Спасибо отделу электронных услуг за очень интересную презентацию. Из нее мы также видим, как отдел продвигает деятельность нашей ЦБС в онлайн-среде, как многочисленные наши проекты служат успешным интернет-коммуникациям. Ранее мы говорили о том, что трансляция деятельности библиотеки шла через личность Лидии Ивановны. Не зря библиотеку называли библиотекой Хаенко. У Лидии Ивановны был свой стиль работы. Она многого достигла в своей карьере. Центральная городская библиотека, затем и Якутская ЦБС были известны в городе, стали передовыми в республике. Как в современном мире позиционировать бренд библиотеки? Об этом выступит Розалия Ивановна Ксенофонтова, главный библиотекарь информационно-образовательного центра библиотеки филиала номер 22 «Смарт-библиотека». Спасибо. Добрый день, коллеги. Сегодня хочу рассказать, как уже сказали, извините за тавтологию, о брендировании библиотеки. Когда мы говорим о бренде библиотеки, мы в первую очередь начинаем думать, какой подход взять, да? Как позиционировать библиотеку, что мы хотим показать и что донести до нашей аудитории. И тут мы все приходим к тому, что мы позиционируем библиотеку либо как место знания, либо как современное место. И вначале может показаться, что два этих понятия, они могут быть противоречащими друг другу. И давайте рассмотрим каждый из них по очереди. Место знаний. Тут библиотека выступает как локомотив, как институт, который аккумулирует вокруг себя другие библиотеки, начинает собирать вокруг себя, точнее, другие библиотеки из разных, это могут быть и районов, если мы говорим о республике, да, либо из региона, потом, если мы говорим о федеральных, например, библиотеках, это могут быть библиотеки всей страны. И чтобы быть авторитетными среди коллег, выстраивается определенная схема работы. Также этот подход применяется и для того, чтобы стать местом знаний, местом авторитетным и для самой аудитории. Итак, мое выступление основано на итогах стажировки, которая прошла вот в этом месяце в городе Москва. Мы ездили с молодыми библиотекарями республики. И если мы говорим о библиотеке как о месте знаний, то тут три подхода, три пункта. Это анализ запросов целевой аудитории, это фундаментальный подход к проектам и включение в креативную экономику.
Анализ запросов целевой аудитории. Как библиотека? Каждый раз, каждый год, да, мы можем анализировать запрос нашей аудитории. Тут хочется привести пример того, как пандемия поменяла нашу жизнь. Предположим, в 2019 году человек, берем одного и того же человека, одного и того же посетителя, у него были совершенно другие запросы, и он совершенно другой целью приходил в библиотеку. А сегодня у него запросы кардинально поменялись, повлияла на это, предположим, пандемия, да? И мы должны проанализировать, как меняются запросы у аудитории, у отдельных читателей и общества в целом. Следующий вопрос, который мы задаем себе, почему такой запрос происходит, что на это повлияло, это какие-то глобальные общественные изменения, что мы должны поменять у себя, как мы можем отвечать запросам аудитории, проанализировать, всего ли нам хватает, мы отвечаем ли техническим требованиям сегодняшней нашей аудитории или нет. Это уже вот третий пункт, да, нашего анализа. Либо нам нужно чуть-чуть что-то поменять просто в здании нашей библиотеки, и тогда уже мы удовлетворяем этот новый запрос. Тут можно привести пример, например, молодежь, которая приходит в библиотеку, она всегда сидела там в читальном зале, вот последние там полгода-год они сидят в другой части библиотеки и совсем перестали ходить в читальный зал, ну и движение фонда у нас, например, остановилось, да. Что мы делаем? Просто переносим, например, фонд туда, где сидит наша аудитория. Подстраиваемся под них, и таким образом мы решаем, например, вот эту задачу. Либо мы начинаем менять полностью структуру библиотеки, поскольку мы не отвечаем запросам сегодняшней нашей аудитории, что-то идет не так, почему к нам перестали ходить, что интересует больше, может быть, нам нужно кого-то приглашать в свои стены, проводить мероприятия другого формата. И, конечно же, анализируем, к чему это все может привести. Это будет, например, вот цикл каких-то лекций, цикл проектов, цикл клубной деятельности, либо нам нужно менять полностью структуру миссии библиотеки для того, чтобы быть местом актуальным для нашей аудитории. Следующее – это фундаментальный подход к проектам. Как у нас бывает, да, иногда мы понимаем, что какой-то проект перестает работать, он перестает быть интересным нашей аудитории, и мы такие, а давайте-ка мы попробуем сделать что-то. И начинаем работать над определенным проектом. Как нужно двигаться по части фундаментальности подхода, чтобы эти проекты были действительно серьезными, чтобы эти проекты нам изначально только на стадии продумывания сразу нам показывали, какой примерный итог будет, к чему мы придем и стоит ли вообще браться за это. Это, конечно же, определение в первую очередь целевой аудитории. Каждый проект нацелен на свою аудиторию. Да, мы можем взять от 0 до, там, предположим, 18+ и до пенсионного возраста, отметить такую широкую, массовую, казалось бы, аудиторию. Но все равно эту аудиторию мы будем делить на группу людей, которые, например, любят детектив, искусство, финансовую ту же грамотность, и тогда мы уже делаем определенную узкую выборку людей, с которыми мы будем работать. И если у нас разные возраста, мы понимаем, что дробить наши мероприятия и адаптировать нужно под определенный возраст. Цели проекта, миссию определить. С этими проектами мы иногда работаем из года в год, и у нас теряется какая-то цель и миссия. Нам кажется, что мы делаем каждый год одно и то же. Для того, чтобы понимать и таких вопросов не возникало, что мы делаем? Мы определяем цель и миссию проекта и держим это у себя близко в голове для того, чтобы время от времени к ним возвращаться и планировать работу по-новому, исходя из запросов. Сроки реализации. Здесь нужно быть очень гибким, потому что время у нас очень стремительно меняется, и мы можем запланировать проект на год, на 2 года, на 3 года, но жить он будет всего лишь полгода. Почему? Потому что пройдет актуальность этой темы. Это, например, можно привести пример Клабхауса, которые были очень популярны этим летом. Мы все пытались туда внедриться, но через месяц или 2 о нем все перестали говорить, и актуальность прошла, то есть и включаться, в принципе, не стоило. Да? Для этого и нужно нам анализировать вообще цели, задачи проекта, миссию проекта, целевую аудиторию, браться или нет, скидать его туда или нет, и направлять ли ресурсы
к этому проекту. И тут мы подходим к еще одному очень важному пункту, это куратор проекта, человек, который будет полностью вести от и до работу по данному какому-то проекту. Это не значит, что человек должен этим заниматься только он, на его плечи ложатся все задачи, он должен быть лишь куратором, человеком, который будет собирать вокруг себя и волонтеров, и сотрудников из других отделов, из других филиалов, если это ЦБС, да, и просто следить за тем, чтобы этот проект работал, этот проект функционировал и привлекал аудиторию. И очень важная вещь – это методическая работа по проекту. Можно привести пример Инстаграма. Мы все любим фотографировать еду, когда приходим в кафе, в рестораны, да, то есть не сфотографировал, не съел, не было совместной фотки, значит, не было встречи. Тут то же самое. Для того, чтобы показать и занять свое место в библиотечном сообществе, нам очень важно заниматься методической работой постфактум. То есть это будет такой постпродакшн нашей деятельности. Мы должны делиться своим опытом, мы должны публиковаться обязательно в профессиональных изданиях, выступать в форумах, семинарах, делиться своим опытом. И таким образом мы можем вокруг себя начать собирать другие библиотеки, делиться с ними своим опытом. Наш опыт, наши проекты могут начать масштабироваться и распространяться сначала внутри республики, если это, например, какая-то ЦБС там в Нербинском районе, в городе Якутске, начинает какое-то движение, большой проект, который имеет хорошее будущее, он может вокруг себя собирать библиотеки ЦБС республики с разных районов, а затем уже выйти на федеральные какие-то округа, да, в нашем случае Дальний Восток, и, возможно, может быть, и вообще по всей России распространить свой опыт. Третий пункт – это внедрение в креативную экономику. Абсолютно каждая библиотека, в принципе, имеет потенциал работы в сфере креативной экономики. Почему? Потому что в наших библиотеках собираются люди, которые любят, например, вязать, заниматься, забыла, как называется, когда из бумаги. Оригами, да, предположим, оригами, либо что-то другое, рисуют, да, или чем-то еще занимаются. Все это можно монетизировать. Это творческий труд, и итог этой работы можно либо продавать, реализовывать где-то, не обязательно на площадке библиотеки, да, но библиотека здесь выступает как площадка, где люди этим всем занимаются. Он предлагает фонды, через которые этот человек что-то создает своими руками, с помощью своего таланта. И тут можем, если, например, библиотекарь является инициатором такой деятельности, можно затем уже начать участвовать в грантовой программе, получать гранты по тем или иным клубам, либо проектам, и, конечно же, привлечение партнеров. То есть не обязательно тоже библиотекарь должен всем этим заниматься, сидеть, вязать и быть профессионалом в этой сфере. Да? Он может найти хорошего человека, который любит это делать, хочет этим заниматься и хочет, например, из этого хобби превратить это в свою какую-то профессиональную деятельность. Вот. И здесь хочется привести пример, который приводит Российская государственная молодежная библиотека, что у них, например, был клуб по вязанию. Они не очень любили афишировать этот клуб, потому что, Российская государственная молодежная библиотека, там, где много новых технологий, где есть 3D-принтер, там, VR-очки и так далее. И тут клуб по вязанию. Потом, говорят, мы переосмыслили эту деятельность, этот клуб. Почему? Потому что мы поняли, что люди, которые там сидят, являются людьми, которые создают продукт креативной экономики, и мы им даем фонд, через который они как раз-таки реализовывают свое желание творить. Мы им даем журналы, и на основе примеров, которые печатаются в этом журнале, они создают что-то, те же самые шарфы, там, либо шапочки и так далее. То есть если мы начинаем смотреть под другим углом на наши привычные вещи, привычную деятельность, которая из года в год повторяется вроде как, да, но мы адаптируемся под современную деятельность, тогда мы, как сейчас модно говорить, мы в потоке, и мы начинаем быть действительно современными. Следующее – это модное место.
Сейчас мы, работая в смарт-библиотеке, иногда сталкиваемся с тем, что нас сравнивают там с каким-то культурным центром, не с библиотекой. Почему это происходит? Потому что у людей сидит в голове, что библиотека – это место, где можно, точнее, только вот читать и вести себя тихо. И первая ассоциация, которая может действительно прийти, это вот, культурный центр, где проводится очень много разных мероприятий, сферу культуры. Здесь какой подход? Это подход к посетителю. Когда мы говорим о модном месте, это идет уже маркетинг чистой воды, да? И здесь у нас подход к посетителю как к клиенту, подход к фонду с точки зрения продажи и работа с лидерами общественного мнения. Так что же такое подход к посетителю как к клиенту? Каждый сотрудник библиотеки, который работает, это библиотекари, технологи, гардеробщики, технический персонал, все они знают цели, задачи, миссию своей библиотеки, абсолютно все. И все они понимают, что каждый из них вносит свою лепту. И они все являются такими шестеренками одного механизма, и если будет каждый из них выполнять свои обязанности, свои функции, библиотека будет функционировать как нужно. И продажа библиотеки начинается, как только человек входит в наше здание. Кого он видит в первую очередь? Поскольку мы живем в таком холодном северном регионе, он в первую очередь сдает свою верхнюю одежду, то есть встречается с гардеробщиком. Да? И вот здесь уже начинаются продажи. Здесь уже формируется настроение его, как его встретят, как его приняли, подсказали ему что-то, что ему было нужно, улыбаются ему, не улыбаются. То есть все эти мелочи будут влиять на бренд библиотеки, который формируется, когда приходит к ним новый покупатель. Затем это личный бренд библиотекаря. Тут нужно отметить Лидию Ивановну Хаенко, которая являлась действительно лицом библиотеки. Вот она уже тогда понимала, что личный бренд библиотекаря очень хорошо влияет на статус всей библиотечной системы. Мы сегодня много говорили о том, что когда говорили о Лидии Ивановне Хаенко, все понимали, что это библиотека, это статус библиотеки, то есть она сама собой, то есть показывала все это библиотечное сообщество. И здесь сегодня через социальные сети, например, мы тоже можем, каждый из нас, работник библиотечной сферы, формировать бренд библиотеки. Каким образом мы можем это сделать? Самый простой способ – это на наших страницах в Инстаграме добавлять название своей библиотеки. Предположим, Розалия Ксенофонтова, Смарт. Я работаю в Смарт-библиотеке. Почему Смарт? Что за смарт? Такие вопросы могут начать задавать и знакомые, и просто подписчики, да, которые следят за моей страницей. И в описании страницы я могу поставить еще ссылку на страницу нашей смарт-библиотеки. Тогда человек понимает, что я горжусь тем, что я работаю в этой библиотеке, что я заявляю о том, что я являюсь библиотекарем. И плюс еще я указала на своей странице страницу своей библиотеки, что говорит уже о том, что я приглашаю их в это сообщество, я приглашаю в библиотеку, и мы ждем. Я готова транслировать те идеи, мысли и цели библиотеки. Таким образом, у библиотеки начинают появляться лица. Это будет не просто здание, это не будет просто название библиотеки, это будут определенные лица, которые работают и которые говорят о библиотеке вне библиотечного поля. И третье – это ненавязчивый консультант библиотекаря. Вы же согласитесь, да, с тем, что вы приходите в магазин, например, одежда, и вы хотите выйти из магазина, где очень навязчивые консультанты, которые ходят за вами, следят за вами, за каждым движением, и навязчиво спрашивают, что вам подсказать, не подсказать и так далее. А когда этих консультантов не видно, но как только вы хотите что-то спросить, уточнить, они рядом с вами. Так и наши библиотекари должны быть вроде как и незаметные, но всегда готовые помочь, готовые всегда поддержать нашего читателя и посетителя. Вот, подход к фонду с точки зрения продажи. В этом вопросе очень хорошо, извините, реализовали работу в смарт-библиотеке города Москвы, ЦБС Ахматовка, да? Это Центральная городская библиотека. Продвижение фонда как в книжных магазинах, то есть здесь у человека свобода выбора. В этой библиотеке пахнет кофе, у них кофетека стоит в самом конце зала. Это тоже маркетинговый ход, можно назвать, да? Почему? Потому что для того, чтобы купить хлеб, мы идем в самый конец зала, чтобы пройти по всем рядам магазина. Для чего? Для того, чтобы по пути
что-нибудь лишнее докупить. Те же самые шоколадки, мороженое, там еще что-нибудь, соки, молоко и так далее. Доходим до хлеба, то, чего нам было нужно, и выходим там с полной корзиной, с полными пакетами продуктов. Так и в этой библиотеке. Для того, чтобы просто пройти в кафетеку, он пройдет через все залы. И проходя мимо них, его глаз зацепится хоть за одну книгу, и он уйдет с этой книгой. То есть фонд продуман таким образом, чтобы продавать эти книги тоже, чтобы глаз на чем-то останавливался. И очень классная у них есть свежая полка, они договорились с издательствами. Тут, конечно, они в Москве, и у них в этом очень хорошее преимущество. Договорились с изданиями, чтобы как только книга была выпущена, эта книга появлялась в качестве уже зарегистрированной в библиотеке книги у них на полках. Человек может просто прийти и одолжить эту книгу, а исходные данные, то есть QR-код, название издания у них там висит, и человек, если хочет, может уже перейти на сайт этого издательства и купить книгу. А то, что у них представлено, это уже книги библиотеки. То же самое мы можем сделать у себя, например, в городе, в селах. Есть небольшие книжные магазины, с которыми мы можем договориться, и раз там 2-3 месяца они могут нам давать какие-то подборки. Вот так мы можем начать сотрудничать, рекламировать их, дружить с этими магазинами и так далее. Следующий момент – это работа с лидерами общественного мнения. Но тут у нас, я думаю, работа у всех идет. Это ориентироваться на свой район, то есть мы четко понимаем, в каком районе города, в каком районе там, в каком населенном пункте находится библиотека, какие организации являются самыми такими актуальными, модными на сегодняшний день, да, и которые могут нам тоже принести читателей, которые бы просто так в библиотеку не зашли. Если услышат это название, эту организацию, то они к нам придут. И найти точки взаимовыгодного сотрудничества. Тут уже, когда мы какие-то организовываем конкурсы и так далее, библиотека обычно выступает в качестве просящего. Тут мы сами должны понимать, что мы можем предложить, какие продукты, то есть тут опять начинаются продажи библиотеки, чтобы организации, к которым мы обращались, они понимали, что они не делают нам одолжения, они не спонсируют нас, а это взаимовыгодный, равноценный обмен. Что мы им можем предложить? Тут каждая библиотека должна подумать сама, исходя из своей работы. Самое простое – это, предположим, предлагать подборки, которые они будут обновлять для этой компании там раз в 2 недели. А все остальное – это уже как бы дело творчества, да? И если мы объединяем вот эти два подхода, библиотека как место знаний и библиотека как модное место, на самом-то деле они становятся не противоречащими друг другу понятиями, а наоборот, сегодня, когда очень важны информация, знания, и когда очень важно отличать фейковые новости, фейковые страницы и статьи, и важно быть грамотным в мире цифровых технологий, мы понимаем, что библиотека как никогда сегодня, и всегда она актуальна, и как раз-таки библиотека – это и место знаний, и библиотека как раз-таки это и модное место, где человек сегодня развивается, формирует свою какую-то гражданскую позицию и умеет делиться своими навыками. Вот, примерно так. Спасибо. Если будут вопросы, я буду рада на них ответить позже, либо сейчас. Спасибо. Спасибо, Розалия Ивановна. Очень интересно, информативно, инициативно. Действительно, все это дает нам еще один повод гордиться своей профессией, своей библиотекой, как гордилась Лидия Ивановна Хаенко. Она осталась в памяти благодарных читателей и коллег примером самоотверженного служения любимому делу. В начале 2000-х годов заслуженный работник культуры Якутской АССР Матрена Иеремеевна Габышева говорила о том, что было бы действительно заслуженным увековечением памяти человека, возглавлявшего коллектив без малого в течение 50 лет, если присвоить Центральной городской библиотеке имя сестер Лидии Ивановны и Людмилы Ивановны Хаенко. Этой теме вторит название выступления нашего гостя, ведущего методиста научно-методического центра Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Лилии Михайловны Иртюковой.
Пожалуйста, Лилия Михайловна. Добрый день участникам и слушателям хаенковских чтений. Экран видно, да? Коллеги, меня слышно, да? Да. Вас очень хорошо слышно и видно Спасибо. презентацию. Присвоение имени библиотеки – это всегда очень значимое событие. Оно меняет отношение окружающих к библиотеке и способно повлиять на ее социальный статус, расширить сферу деловых контактов. Имя придает библиотеке индивидуальность и открывает дополнительную сферу приложения творческого энтузиазма библиотекарей и читателей. В системе общедоступных библиотек, как городских, так и сельских, наиболее распространенной практикой идентификации библиотек-филиалов с советских времен является их номерное поименование. Зародившийся интерес к вопросу об имени библиотек и есть результат изменившегося профессионального библиотечного мировоззрения последних десятилетий. Какое имя носит библиотека? Что значит имя для библиотеки? И должна ли библиотека иметь особое имя и сохранять его? По мнению специалистов, исследующих данную проблему, одним из побудительных мотивов возникшего интереса стало развитие инновационных моделей библиотек. Это в первую очередь библиотек мемориального типа и библиотек-музеев. Исходным основанием преобразования в инновационную модель зачастую становилась необходимость поставить в центр внимания всей работы личность видного писателя, философа, ученого, имя которого является одним из символов национальной или региональной местной культуры. Его имя становилось зримой основой для демонстрации верности библиотеки, просветительским традициям или позиционирования себя как многофункционального института, сочетающего роли библиотеки, музея, исследовательского комплекса. Нельзя не заметить, что в годы преобразования библиотек пристально стали заниматься проблемой формирования своего нового имиджа, что, среди прочего, вызывало интерес и к теме профессиональной разработки имени организации. Другой побудительный мотив для изучения феномена имени Возрождения библиотечного краеведения, ставшее следствием изменения социально-политической ситуации в стране. В ходе поисковой работы библиотекари выясняли неизвестные факты о роли того или иного человека, знаменитого и не очень, в истории края. Практически все библиотеки, носящие имена библиотечных деятелей, выпускают книги, посвященные жизни и деятельности данных персон. Так что же значит имя для библиотеки? Современные лингвисты видят главную роль имен собственных в том, что они выделяют предмет из круга ему подобных. Обращаясь к работе Юрия Столярова «Опыт классификации библиотек по логическим и системным основаниям», Матлина находит в ней аргументы в пользу тезиса о том, что на индивидуальном уровне библиотеку в наибольшей степени идентифицируют не обобщающие характеристики, а наоборот выделяющие ее из совокупности подобных. Немаловажной функцией имени библиотеки является закрепление в общественном сознании памяти о достойном человеке. При этом библиотека его имени позиционирует себя как продолжателем и его дела, воспроизводит систему его ценностей. Этот факт давно замечен маркетологами и позволяет нам утверждать, что библиотека в этом случае невольно наделяет себя человеческими свойствами, которых вправе ожидать от нее и читатели. Можно также предположить, что в постсоветский период первым библиотекарем, чье имя было присвоено библиотеке, была Маргарита Ивановна Рудамино. В 1990 году распоряжением Совмина СССР Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы было присвоено имя Маргариты Ивановны, выдающегося советского библиотекаря и библиотековеда, создателя и директора библиотеки иностранной литературы. Присвоение имен библиотечных работников библиотеки, как мы считаем, было связано еще с повышением самосознания и самооценки самих библиотечных работников, желанием повысить свой престиж и репутацию библиотечной профессии. В Якутии имена библиотекарей носят 19 библиотек.
Если брать наш регион, то мы считаем, что показатель довольно высокий. И первой библиотекой в республике, которой было присуждено имя библиотекаря, стала Хатырыкская модельная библиотека Намской МЦБС. 24 декабря 1998 года по решению Улусного собрания Хатырыкской библиотеки было присвоено имя Марии Алексеевны Охлопковой, заслуженного работника культуры ЯССР, почетного гражданина Намского улуса, племянницы Максима Кировича и основателя Хатырыкского мемориального дома-музея имени Аммосова. Далее имена библиотекам присуждались уже после 2000-х годов, в разные годы. Почти каждый год и нескольким библиотекам сразу. Так, в 2012 году имя Марии Ивановны Брызгаловой детской библиотеки Мегина Кангаласской МЦБС, имя Татьяны Андреевны Жараевой Мугудайской сельской модельной библиотеки Чурапчинской МЦБС. В 2013 году имя Розалии Васильевны Илларионовой Чакырской сельской модельной библиотеки Амгинской МЦБС. Имя Анны Романовны Халдеевой Барагонской сельской библиотеки Усть-Алданской МЦБС. И больше всего приходится на 2014 год. Тогда было присуждено целых 4 имени библиотекарей. Имена Василия Ильича Жожикова Амгинской детской сельской модельной библиотеки Амгинской МЦБС. Марии Ивановны Герасимовой Кюндединскому сельскому филиалу номер 8 Нюрбинской МЦБС. Варвары Николаевны Чекуровой Чемнайской модельной библиотеки номер 9 Татинской МЦБС и Иннокентия Дмитриевича Панаева Хатасской сельской модельной библиотеки филиалу номер 9 ЦБС города Якутска. В 2015 году пошел спад. Было присвоено только одно имя. Имя Александра Алексеевны Андросовой Битейдахскому филиалу Мегино-Кангаласской МЦБС. Затем в 2017 году происходит очередной пик. Так были присуждены 4 имени Ольги Дмитриевны Федоровой Центральной модельной библиотеки Верхнеувилюйской МЦБС, Татьяны Петровны Савиновой Шалагонской модельной сельской библиотеки Горной ЦБС, Матрёны Николаевны Хатылаевой Баягинской модельной библиотеки номер 2 Татинской МЦБС, Марии Константиновны Федоровой Батагайской сельской библиотеки Усть-Алданской МЦБС. После перерыва в 2018 году, в 2019 году присвоены имена Михаила Семеновича Романова Намской модельной сельской библиотеки Верхневилюйской МЦБС и Ларисы Лазаревны Холмогоровой Байгантайской сельской библиотеки Тампонской МЦБ. В 2020 году состоялся очередной перерыв, и в этом году Едюгяйской модельной сельской библиотеки филиалу номер 6 Верхневилюйской МЦБС присвоено имя Раисы Павловны Матвеевой. Также в 2021 году Чечемахской библиотеке филиалу номер 10 Татинской МЦБС присвоено имя Агафьи Петровны Кулаковской. Все названные библиотеки расположены в сельской местности. И из 19 именных библиотек одна является центральной, 18 сельские библиотеки филиала ЦБС, 11 библиотек имеют статус модельных библиотек и 2 библиотеки это детские. Хотелось бы на некоторых именах остановиться поподробнее. Жараева Татьяна Андреевна, видный деятель библиотечного дела республики, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. В целях увековечивания памяти ее имени, признавая ее неоценимый вклад в развитие библиотечного дела республики, в 2012 году ее имя было присвоено Мугудайской библиотеке Чурапчинской МЦБС. Сразу после средней школы Татьяна Андреевна поступила на детское отделение Московского государственного библиотечного института Молотова. В 1961 году по окончании института Татьяна Андреевна назначается инспектором по библиотечной работе Министерства культуры ЯССР. В эти же годы она стала инициатором разработки перспективного плана развития сети библиотек в республике и открытия в 1961 году в совхозах Чурапчинского района первых общественных библиотек республики. В сентябре 1963 года Татьяна Андреевна Жараева переходит в республиканскую библиотеку, и с нею будет связана до конца жизни. За 36 лет она прошла путь от методиста до заместителя директора по научной работе библиотеки.
Много сил и энергии в течение 16 лет было отдано методическому обеспечению библиотек республики. В методической работе главное внимание ею было обращено на организацию и упорядочение сети библиотек в республике, систематическое повышение квалификации библиотечных работников, пропаганде передового опыта в печати и радио. В эти годы при ее непосредственном участии были открыты 49 детских и сельских библиотек. Она одной из первых из библиотечных работников республики в 1972 году принимала участие в работе Международного семинара библиотечных работников развивающихся стран Азии и Африки, где выступила с докладом «Деятельность и роль библиотеки в социально-экономическом и культурном развитии ЯССР». Также в 1975 году она была включена в состав официальной делегации библиотечных работников СССР и получила возможность ознакомиться с библиотечным делом Канады, посетить города Оттава, Торонто, Монреаль. Это явилось свидетельством ее высокого авторитета и признания со стороны российского библиотечного сообщества. В модельной библиотеке имеется фонд Жараевой, книги из ее личной библиотеки, переданные ее семьей, и уголок Татьяны Андреевны. В память о ней планируют переименовать научно-практическую конференцию Маралая Агылара на Жараева Агылара и оборудовать современный стенд. В Якутске, в доме, где она жила, и в местности у Огустах Мугудайского наследия установлены мемориальные доски. Национальный центр аудиовизуального наследия народов Якутии выпустил фильм «Книга жизни Татьяны Жараевой». Федорова Ольга Дмитриевна, заслуженный работник культуры ЯССР, отличник культуры СССР, почетный гражданин Верхневилюйского улуса, почетный ветеран РСЯ. В 2016 году для увековечивания памяти Ольги Дмитриевны в Центральной модельной библиотеке было присвоено имя Федоровой Ольги Дмитриевны. Буквально на днях, 7 ноября, библиотека отметила свой 85-летний юбилей. Она посвятила всю свою жизнь и проработала в сфере библиотечной деятельности 66 лет. Окончила в 1954 году Якутское республиканское культурно-просветительское училище, в 1965 году Восточно-Сибирский государственный институт культуры. В 1992 году по ее инициативе, которая потребовала большой исследовательской, активной организаторской деятельности, Ольга Дмитриевна создала краеведческий отдел при Улусной центральной библиотеке. Отделом с 1992 по 2011 года реализованы целевые программы ЮЯТТ «Исторический портрет Верхневилюйского улуса» с целью создания электронного фонда краеведческих документов Верхневилюйского улуса. Краеведческим отделом было издано 45 книг по истории улуса, книги, освещающие жизнь и деятельность знаменитых людей улуса под серией «Лучшие люди XX века». С 2004 года начата уникальная работа по изданию книг, посвященных истории всех 20 наследников улуса. Еще немаловажным направлением ее деятельности следует отметить то, что она продвигала идею по увековечиванию памяти людей, оставивших заметный след в развитии района. В 2003 году по ее инициативе открылся клуб «Ойдобинюк», целью которого является работа по возрождению истории улуса, привлечение к активной жизни ветеранов войны и труда. Создана редакционная коллегия по составлению и редактированию книг по истории 21 наследников улуса. За успехи административной общественной деятельности Ольга Дмитриевна многократно награждалась правительственными наградами. Жожиков Василий Ильич. Это один из известных жителей Амгинского улуса, почетный гражданин Амгинского улуса и Амгинского наследия, ветеран, участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, спорта и физической культуры республики, отличник культуры СССР. Постановлением Амгинского района 7 апреля 2014 года Амгинской детской библиотеке было присвоено имя Василия Ильича. В 1950 году Василий Ильич был назначен заведующим избой читальной в селе Абага и в 1951 году стал инспектором отдела культуры Амгинского райсовета. Основная трудовая деятельность Василия Ильича прошла в Амгинской детской библиотеке.
Он был организатором и заведующим Амгинской детской библиотеки. В годы его работы библиотека стала известна тем, что впервые в республике внедряла новые формы работы в тесной связи библиотеки со школой. И к 40-летию образования Всесоюзной пионерской организации имени Ленина Амгинская детская библиотека была награждена почетной грамотой РСФСР. В 1972 году Амгинская детская библиотека получила статус библиотеки отличной работы, а заведующий библиотекой Жожиков был удостоен звания «Отличник культуры СССР». Коллектив Амгинской детской библиотеки сделал алфавитные систематические каталоги, картотеки, организовали кружок юного библиотекаря. Также работал лекторий. Создание такой современной библиотеки, получившей статус библиотеки отличной работы по линии Министерства культуры, является большим достижением того времени и показывает уровень и активную позицию ее руководителя. Самые активные читатели стали впоследствии учеными, ответственными работниками, и в этом, как мы считаем, немалая заслуга небольшой детской библиотеки села Амга. С 2012 года детская библиотека Мегино-Кангаласской МЦБС носит имя Марии Ивановны Брызгаловой, заслуженного работника культуры республики, отличника культуры СССР, которая с 1962 по 1992 года в течение 30 лет работала заведующей детской библиотеки. С 1962 по 1992 год в течение 30 лет она работала заведующей, и за 30 лет Мария Ивановна создала крепкий сплоченный коллектив. И начиная с 70-х годов воспитание у детей чувства гордости и уважения к истории и культуре, обычаям и традициям своего родного края с помощью литературы было первоочередной задачей детской библиотеки, являющейся школой передового опыта по пропаганде краеведческой и якутской литературы в республике. На базе детской библиотеки проводились республиканские зональные семинары для библиотекарей. Библиотека ежегодно занимала первые призовые места в республиканских зональных смотрах, конкурсах и постоянно занимала первое место в улусных социалистических соревнованиях библиотек. Проект с книгой «Сквозь столетия» под программы муниципальной целевой программы Мегино-Кангаласского района ТОСХОЛ получил грант, и на выделенные деньги этого проекта сделана и установлена мемориальная доска Брызгаловой в честь присвоения ее имени детской библиотеки. Хатасская сельская библиотека, филиал номер 9 централизованной библиотечной системы города Якутска. Носит имя Иннокентия Дмитриевича Панаева, заслуженного работника культуры РСФСР и СССР, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Знака Почета, отличника культуры, награжденного бронзовой медалью ВДНХ. 3 сентября 2014 года на 10-й очередной сессии Якутской городской думы было принято решение о присвоении имени Иннокентия Дмитриевича модельной сельской библиотеки «Аркыз». С июля 1951 года по направлению бывшего якутского ВЛКСМ был направлен заведующим Хатасской сельской библиотекой. Иннокентий Дмитриевич глубоко понимал воспитательное и просветительское значение книги чтения. Буквально за несколько лет библиотека стала центром культурно-просветительской работы села и стала примером для сельских библиотек республики. Ежегодно награждалась почетными грамотами ВЛКСМ Министерства культуры СССР. В 1957 году была награждена дипломом «Лучшая библиотека РСФСР». В ноябре 2014 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память Иннокентия Дмитриевича Панаева. Библиотека продолжает работу, начатую Иннокентием Дмитриевичем, направленную на укрепление связей, традиций и инноваций, развитие и совершенствование библиотечного дела. Иметь авторитетное имя чрезвычайно важно для библиотеки, однако не менее значимо достойно жить с ним, реализовать в своей деятельности все его возможности. Некоторые именные библиотеки в целях увековечивания памяти персоны издают о них книги, учреждают премии, проводят конференции.
Так, в рамках юбилейных мероприятий к 85-летию Верхневилюйской центральной библиотеки 7 ноября состоялась презентация книги «Били Бехигин Далбар Хотунна» о жизни и деятельности отличника культуры СССР Ольги Дмитриевны Федоровой. В 2017 году издана книга Охлопкова Мария Алексеевна «Статьи и воспоминания» о заслуженном работнике культуры Якутской АССР, почетном гражданине Намского улуса, основательнице Хатырыкской мемориального дома-музея Амосова. В декабре 2019 года вышла в свет книга Иннокентий Панаев «Подвижник библиотечного дела». Примером меценатства для библиотечных работников является ежегодная премия семьи Брыскаловых в памяти заслуженного работника культуры Брыскаловой. Верность избранной профессии в 2 номинациях. Эта премия присуждается с 2002 года 2 библиотекарям, работающим с читателями и детьми, за высокие показатели в работе. За все годы премия была вручена около 40 библиотекарям. С 2016 года присуждается ежегодная премия имени Федоровой за особый вклад в области краеведения и продвижения исторического наследия Верхневилюйского улуса. Для лучших молодых библиотечных работников республики учреждена премия ее имени. В 2020 году премия была вручена Андреевой Марии Витальевне, директору централизованной библиотечной системы города Якутска. А в 2021 году премии удостоилась Пашнина Екатерина Ильинична, ведущий библиотекарь специализированной детской библиотеки филиала номер 15 «Моя библиотека» ЦБС города Якутска. Амгильская модельная сельская библиотека, филиал проводит жоржиковские чтения. Сельская модельная библиотека, филиал номер 9 Панаева, ЦБС Якутска с 2016 года организует панаевские чтения. А Маягасская модельная сельская библиотека, филиал 9 Крылова Усть-Алданской МЦБС с 2017 года проводит научно-практическую конференцию «Крыловские чтения». Они проводятся по инициативе и при активном участии детей Крылова. Сегодня названы не все имена библиотекарей, присвоенных библиотекам Якутии. И следует отметить, что они все будут включены в библиотечную энциклопедию Якутии. Выход издания запланирован к 100-летию Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. И мы надеемся, что добрая традиция присвоения имен библиотекарей продолжится и в будущем. Например, ЦБС города Якутска могла бы в будущем назвать один из структурных подразделений именем первого директора Якутской городской публичной библиотеки Лидии Ивановны Хаенко. Присвоение имени накладывает на объект именования определенные обязательства по пропаганде достижений этих людей, повышает статус библиотек, оказывает положительную роль в повышении мотивации молодых библиотекарей и открывает новые возможности в работе по сохранению культурно-исторической памяти поколений. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Лилия Михайловна. Очень интересная информация, раскрывающая страницы истории библиотек республики. Со дня основания за 135 лет городская публичная библиотека претерпела много переименований. В 1948 году в бытность Лидии Ивановны Хаенко заведующим отделом культуры горисполкома городской публичной библиотеки было присвоено имя Виссариона Григорьевича Белинского в знак увековечения столетия со дня его смерти. Сегодня, наверное, мы можем отдать дань памяти и присвоить имя Лидии Ивановны Хаенко библиотеке. Ну, полагаю, этому должна предшествовать определенная работа. Опрос населения города, опрос пользователей библиотеки, согласие родственников, расчет затрат по переименованию, слушание в городской думе, в администрации городского округа, внесение изменений в какие-то учредительные документы библиотеки. Мария Витальевна, как мы ответим на это предложение? Мария Витальевна здесь?
Ой, да, Мария Витальевна, немножко здесь. Так, я услышала, что что-то связанное с присвоением имени Лидии Ивановны Хаенко. Ну, это вы правильно сказали, вы там очень прям так весь алгоритм выложили. А что мы ответим? Мы примем к сведению. Это действительно очень такое стоящее дело, да, увековечить имя, еще и имя библиотекаря, дать имя библиотекаря библиотеки. Вот сейчас мы послушали выступление Лилии. Мне кажется, прям так все логично, чудесно получается. Конечно, мы это уже обсудим самостоятельно, отдельно и примем к сведению. Благодарю, Мария Витальевна. Предложение действительно требует кропотливого изучения. Уважаемые гости, дорогие коллеги, объявляется свободный микрофон. У нас есть немножечко времени, чтобы вы могли представиться и поделиться мыслями о деятельности Лидии Ивановны Хаенко, высказать свои предложения, замечания по содержанию 6-х хаенковских чтений. Кто желает выступить? Хорошо. Ждем ваше предложение, замечания до понедельника, 13 декабря до 16:00, ну, как у нас в ЦБС принято, да, на электронную почту администрации или инновационно-методического отдела. Ну и, значит, пришло время подвести итоги 6-х хаенковских чтений. В целях сохранения памяти о человеке, руководившем Центральной городской библиотекой имени Виссариона Григорьевича Белинского, Якутской централизованной библиотечной системой, в целях популяризации профессионального наследия Лидии Ивановны Хаенко в рамках 6-х хаенковских чтений организована постоянно действующая мемориальная страница «История ЦБС в ракурсе личности». Записан подкаст с воспоминаниями коллег о Лидии Ивановне Хаенко. Выпущен документальный фильм «Очерк о жизни и деятельности Лидии Ивановны Хаенко». По итогам 6-х хаенковских чтений опубликовать материалы данных чтений на мемориальной странице, проводить далее хаенковские чтения 1 раз в 5 лет, работу 6-х хаенковских чтений считать успешной. Ждем ваши предложения и замечания. Ну, если таковых не поступит, будем считать итоги 6-х хаенковских чтений подведены, чтения закрыты. Благодарю всех за участие и до новых встреч.